Я предоставляю приветственное слово Михаилу Алексеевичу Ганову, заместителю министра Министерства образования Республики Коми. Коллеги, доброе утро. Поздравляю с началом нашей площадки. Поздравляю также с успешным проведением уже 3 дней образовательного форума образования государства и общества. Коллег, кого не видел вчера, поздравляю с наступившим праздником профессионального образования. Завтра поздравляю всех педагогов с наступающим Днем Учителя. Но я хочу сказать, что, к сожалению, сегодня получилось так, что часть основных спикеров у нас участвует во всероссийской конференции в городе Томске, 13 человек. Достаточно большая делегация из Республики Коми, из различных муниципалитетов, в том числе из Министерства образования, из Центра информационных технологий, с администрацией главы, которые в течение 2 дней также будут на федеральной площадке изучать новеллы цифровой образовательной среды. Хочу сказать, что Министерство образования активно с 2012 года участвует в цифровизации образования. В этом году создается инфраструктура. Вы знаете, что до конца года мы создадим и оснастим наш новый центр дополнительного образования. Это IT-клуб, который будет размещен на базе Республиканского центра дополнительного образования. В настоящее время проводятся необходимые ремонтные работы. Уже практически полностью закуплено оборудование. Через пару недель делегация из числа педагогов IT-клуба также будет участвовать в Томске в образовательной сессии. И вы все знаете, что мы в течение лета открывали тоже точки роста на базе образовательных организаций, которые тоже являются неотъемлемой частью цифровой образовательной среды. Мы благодарим коллег и партнеров за то, что не даете спокойно существовать образовательной среде, потому что действительно без цифровизации ни образование, ни вообще жизнь в современном обществе невозможно. И семимильными шагами вперед идет и Россия, и Республика Коми, но и наши дети, которые тоже зачастую готовы уже лучше, чем мы, лучше, чем педагоги. Поэтому надеемся, что цифровая образовательная среда создаст условия не только переоснастив компьютерное оборудование, информационное оборудование, но в первую очередь поможет нам повысить квалификацию нашим педагогам, изменить подходы к преподаванию различных дисциплин, не только информационных, но и вообще образовательных предметов с учетом современных веяний, с учетом цифровизации. Желаю нам успешной работы, ну и надеюсь, что тоже, вот, как вначале сказано было, по итогам площадки, в резолюцию форума, в резолюцию площадки вы представите свои предложения, которые также войдут в итоговый приказ министерства и будут использованы в работе. Успешной работы. Спасибо. Приветственное слово я хочу предоставить Марине Анатольевне Габовой, проректор по образовательной деятельности Коми Государственного института развития образования. Добрый день, уважаемые коллеги. Традиционно в начале октября мы с вами собираемся здесь, на нашей площадке «Цифровая образовательная среда». Мне приятно видеть знакомые лица. У нас уже есть завсегдатаи всех наших мероприятий по цифровой образовательной среде. И, конечно, радостно отмечать, что круг последователей цифровизации в образовании Республики Коми, он постоянно расширяется. Я желаю нам всем успешной работы. Мы собираемся на таких мероприятиях не только для того, чтобы показать себя, представить свои достижения, свои наработки, но и чтобы узнать что-то новое, интересное, чтобы применить это в дальнейшем в своей практике. Хотелось бы пожелать, чтобы сегодняшний день был для вас плодотворным, чтобы вы приобрели не только новые знания, не только сформировали новые компетенции, но и познакомились с новыми людьми, обрели новые связи. Ведь сегодня без сообщества, без связей, без взаимодействия сетевого мы с вами никуда не сдвинемся. Вперед и вместе. Удачи! Коллеги, еще раз открою ссылочку, кто, может быть, кто-то опоздал. Ссылочка, по которой легко ее запомнить, Крiro/543, по которой можно отправлять свои предложения в резолюцию нашей площадки и в резолюцию форума. В том числе те, кто зарегистрировался на сайте Крiro, на сайте конференции, на сайте форума, вернее,
Я вам на почту отправил еще всем ссылку отдельно, через почту. Поэтому вот ваше предложение ждем. Мы начинаем работу нашей площадки, и сейчас у нас пройдет деловая игра «Цифровая экономика в нашей жизни». Кравцов Сергей Игоревич, начальник отдела корпоративного обслуживания и продвижения услуг ГАО «Акцент». Сергей Игоревич, пожалуйста, вам. А тут? Правильно, да? Коллеги, всем доброе утро. Так как у нас проходит мероприятие в формате деловой игры, есть предложение у нас, чтобы не было пробелов между друг другом, поэтому давайте все, кто на задних рядах, подтянутся поближе, подсядем друг к другу, потому что у нас будет работа в группах. Это важно, чтобы у нас все с вами получилось. Пока мы как раз настраиваем презентацию, давайте сейчас это организуем. Я думаю, можно сразу уже раздать раздаточный материал. По маркеру мы объединимся с вами в четверке. Именно в таком формате у нас будет происходить деловая игра в ближайшее время. Ну что, давайте начнем. Я понимаю, что самое утро небольшое. Можно продолжать раздавать листы в процессе. Немножко позадаю пока вопросы. Поднимите, пожалуйста, руки все, у кого сегодня с собой смартфон. Ну, видимо, никто дома не забыл. Все сегодня на связи, все сегодня в онлайне. А скажите, а кто сегодня уже успел попользоваться интернетом? С мобильного телефона, с домашнего компьютера, может быть? Ну вот тоже практически все. Такой небольшой опрос показал нам, что все мы уже с вами связаны с цифрой. И сегодня практически каждый человек в той или иной мере пользуется гаджетами и современными цифровыми сервисами, начиная от социальных сетей, телевидения, развлечения и заканчивая госуслугами. Те же самые мобильные телефоны мы сегодня с вами уже используем по-новому. Не только для того, чтобы просто кому-то позвонить, возможности для смартфонов у нас сегодня гораздо шире, и это связано прежде всего с потребностями потребителей, с нашими с вами потребностями. Именно поэтому странно было бы предполагать, что в этой новой цифровой среде бизнес и государство сможет работать по привычной старой модели с традиционными процессами и с прежней эффективностью. Драйвером изменений выступает современный потребитель, как я уже и говорил. Именно его изменения в предпочтениях мы должны обязательно учитывать. Поэтому цифровая экономика прежде всего требует от нас трансформации. Ну а что же такое цифровая трансформация? Цифровая трансформация — это не столько на самом деле про цифровые технологии, сколько про изменение мышления. И именно этому сегодня и будет посвящена наша с вами деловая игра. Теперь давайте с вами поразмышляем. Как вы считаете, что такое дизайн мышления? Ваша версия. Любые идеи здесь всегда будут приветствоваться сейчас. Коллеги? Дизайн мышления. Это что может быть такое? Мыслить неординарно. Хорошо, еще. Создание мышления. Отлично. Еще версия. Визуальное представление какого-то мышления. Теперь правильный ответ. Дизайн мышления – это метод создания продуктов и услуг, ориентированных на человека. Расскажу немножко предысторию, с чем связано такое определение. Как правило, когда мы что-то хотим создать, мы прежде всего, у нас это рождается в наших с вами мыслях, мы это воплощаем в жизнь, а затем отдаем конечному потребителю. И уже после того, как отдали конечному потребителю, мы с вами собираем обратную связь и понимаем, что хорошо, что плохо, и только после этого корректируем. Метод дизайна мышления говорит об обратном, что сначала нужно спросить у человека, что он хочет, понять, как закрыть его потребность,
создать это и затем отдать уже, как мы говорим, айтишники, в промышленную эксплуатацию, чтобы люди начали этим пользоваться. Основные правила, ну, давайте про план сначала расскажу нашей сегодняшней деловой игры. Нам нужно будет познакомиться с методологией, попробовать это на себе, и сегодня будет мало теории, будет очень много практики. Основные правила дизайна мышления. Ошибайся раньше, ошибайся чаще, или правило полной корзины. Об эффективности рабочего процесса можно судить по количеству отброшенных вариантов в мусорную корзину. Ведь чем больше ошибок совершила команда, тем вероятнее она быстрее и правильно найдет нужное работоспособное решение. Один прототип стоит 1000 слов. Это второе правило. Мысли эфемерные и обсуждение хороших идей часто может погубить и еще до момента реализации этой идеи. Поэтому практики советуют немедленно воплотить идею в жизнь, достаточно нарисовать ее хотя бы на бумаге или собрать из того, что вот находится здесь, например, даже в нашей аудитории. Следующее правило. Первым делом спросить пользователя. Сделанный из подручных средств прототип, который мы сегодня тоже обязательно соберем, нужно сразу же нести в поле, для того, чтобы его оценили, для того, чтобы вам дали обратную связь, для того, чтобы вы посмотрели первую реакцию тех, кто будет это использовать. Это важно. Четвертое правило. Делайте вместе. Чтобы снизить риски непонимания, затягивания и просто негодных решений, новые идеи лучше вынашивать в команде из разных отделов. Здесь нужно еще обязательно учитывать, что когда вы подходите к решению какой-то задачи или создаете что-то новое, всегда важно вокруг себя создать абсолютно разных людей, которые могут в этом процессе поучаствовать, и очень важно привлечь обязательно, конечно же, конечных пользователей, которые тоже на уровне зарождения идеи обязательно вам помогут и направят в нужное русло. И пятое правило, которое называется «да и». Одно из самых значимых правил в процессе дизайна мышления – это поддержать новую идею, новую инновацию. Когда человек высказывает новую идею, ни в коем случае нельзя его критиковать. Попробуйте поддержать автора идеи, дать ему возможность развить ее, сказав просто фразу «да, и еще можно сделать вот так». Даже если идея, вы понимаете, что далее будет совершенно неработоспособна, совсем скоро, именно на следующем шаге, это когда начнется воплощение этой идеи в жизнь, инициатор сам уже сможет понять, что это не работает, и эта идея тогда отметается. Ну и сам процесс дизайна мышления состоит из 5 этапов. Первый этап — эмпатия, далее фокусировка, генерация идей, прототип и тестирование. Про каждый этап давайте прямо сейчас мы более подробно и поговорим. Эмпатия. Основная задача этого этапа заключается в том, чтобы собрать истории пользователей, которые описывают позитивный или негативный опыт взаимодействия с разными продуктами и сервисами в прошлом. Пронаблюдать этот опыт в реальном времени. Ну, то есть фактически собрать массу, с которой мы далее будем работать. Инструменты эмпатии. Проживание опыта. Как думаете, что это значит? Что значит прожить опыт? Все правильно, да. Нужно на себе испытать то, что испытывает человек. Наблюдение за людьми. Ну, фактически это естественное наблюдение за поведением людей в конкретной ситуации, которое потом далее будет применяться в вашей идее. Экспресс-интервью — способ проверить первые гипотезы и понять, насколько ваши представления о реалиях пользователей отличаются от того, что есть на самом деле. Глубокое интервью, следующий инструмент, помогает узнать реальные истории людей. Хотите узнать правду, используйте 35 «почему». Кто скажет, почему именно так? На самом деле, когда мы с человеком общаемся, первый раз, когда мы задаем ему вопрос, первое «почему?», он говорит только верхушку айсберга. Но на самом деле это всего лишь 10% от истинной причины или его истинной потребности. Остальные 90% скрываются далее. Но в большинстве своем мы об этом не спрашиваем, мы даже, соответственно, об этом мы не знаем и не учитываем его потребности. И чем больше вы задаете вопросов «почему?», тем ближе вы к тому, что на самом деле волнует вашего конечного потребителя или пользователя той или иной услуги. Очень важное правило, обязательно его применяйте, в том числе и в жизни.
На что обращайте внимание, когда вы находитесь на стадии сбора информации? Ну, по сути дела, это на эмоции людей, на то, как они реагируют на ваши вопросы, на ваши ответы, на всю ту информацию, которую вы пытаетесь с них собрать. Далее, следующий этап — фокусировка. Перенести всю полученную информацию на стикеры так, чтобы ничего важного не потерялось и помогло сфокусироваться на самых главных находках. Вот здесь давайте сразу обсудим. Как думаете, почему в этом методе используется маркер и стикер? Что они дают? Даю подсказку. Ну, чтобы стикеры развешивать. Чтобы стикеры, чтобы было наглядно. Хорошо, еще. Сгруппировать, еще, отлично. Что? Добавить новые идеи. Но вы очень, на самом деле, близко к ответу. В принципе, все, что было сказано, это абсолютно правильно. Здесь нужно просто дополнить. Маркером, если мы сейчас будем, кстати, тренироваться, будем писать маркером вы никогда не напишете много. Тем более на стикере. Стикер небольшой, соответственно, самая главная идея заключается в том, чтобы когда вы пишете маркером на стикере, чтобы вы писали только основную суть и только по делу. То есть меньше воды, меньше слов, больше дела. Только самое главное, только конкретика. Это тоже очень важно. Генерация идей. Следующий этап. Мы анализируем полученную информацию и формулируем идеи. Главное формулировать не абстрактные пожелания, а конкретную идею. Ну и в идеальной картине мы должны предложить не менее 100 новых идей. Почему такая большая цифра 100 новых идей? Потому что генерация идей в вашей команде, если это делать в реальности, в настоящей жизни, может проходить достаточно долго. Команда много раз может собираться, генерить различные идеи, записывать понравившиеся, и чем больше идей, это даже могут быть абсурдные идеи, чем больше идей потом по итогу получится, тем проще будет потом прийти к правильному итогу и выбрать ту, которая будет самой эффективной и рабочей. Далее у нас, собственно говоря, следующий этап — это выбор идей. В режиме групповой работы выявить самые сильные идеи. Ну, здесь не менее 5, но слишком много тоже лучше не выбирать. Остановиться на самых рабочих. Создать прототип индивидуально или в режиме командной работы, из бумаги, картона или интерактивных, с помощью различных интерактивных средств, сделать несколько макетов решений, которые можно будет продемонстрировать пользователю. Вот следующий будет хороший пример. Зачем прототипировать? Это сразу следующий вопрос. Да? Для того, чтобы свои идеи прежде всего придать форму, чтобы не только рассказать, а можно было и показать. Для того, чтобы от пользователя получить обратную связь, чтобы он это увидел, потрогал, пощупал. И проверить ваши гипотезы. Правильно ли вы построили эти гипотезы? Ну и, соответственно, для того, чтобы выявить ошибки на ранних стадиях, сделать корректировку и в итоге получить хорошее решение. Справа, может быть, не всем хорошо видно, немножко у нас светит солнце, не настолько яркий экран. Как думаете, что справа? Вот это прототип чего-то, того, что мы всегда используем в нашей жизни. Банкомат, да, все правильно. Коллеги от Сбербанка поделились вот такой картинкой. Именно так выглядел прототип банкомата. Они его собрали, показали пользователю, собрали обратную связь, и теперь мы с вами все пользуемся банкоматами, которые установлены у нас по городу. Далее, следующий этап тестирования. Определить сценарий тестирования и список вопросов, которые вы хотите проверить. Пойти к людям, задать вопросы и наблюдать за тем, как они будут пользоваться вашим прототипом. Здесь нужно отметить, что тестирование — это, по сути дела, тот же самый первый этап — эмпатия. Почему? Потому что когда вы свой продукт, свою услугу передаете пользователю, ваша главная задача — смотреть за его реакцией, смотреть и ловить его обратную связь, потому что это важный будет момент. Если вы не поймаете обратную связь, значит, тогда вы не сможете доработать то, чего не хватает в вашем продукте. Ну а теперь от слова давайте перейдем к делу. Как обещал в самом начале, согласно нашего плана, мы сегодня мало даем теории и много практикуемся. Вот у нас процесс, 5 этапов. Каждый мы сейчас с вами попробуем пройти, но прежде чем каждый из вас попробует, давайте мы сейчас попробуем сгенерировать пример.
Дмитрий Жиляев, у нас представитель администрации главы Республики Коми, сегодня в том числе будет мне помогать. Можно нам еще один микрофон? Правильно. Спасибо. Коллеги, здравствуйте. Я готов помочь. Это хорошо. Хорошо, когда в команде есть люди, которые готовы помочь. Давайте прямо сейчас мы попробуем, мы немножко пофантазируем, конечно же. Дим, Да. расскажи, пожалуйста, ты в этом году ездил в отпуск? Да, было дело. Летом с семьей ездили на наш российский юг, город Сочи. Прекрасно провели время, на море отдохнули. Все здорово. С какими проблемами ты столкнулся, когда собирался в отпуск? С какими проблемами? Ну, на самом деле проблема была, в принципе, да, была одна проблема, но вот мы снимались 4 дня, мы не знали, куда пристроить кошку. У нас есть мохнатое пушистое существо дома, и вот доставляет много радости, да, но если ты куда-то уезжаешь, то тебе надо куда-то ее девать. А вот проблема, знаете, почему все была? Потому что в городе в этот момент был реально период отпусков, все близкие друзья разъехались, и мы просто не знали, что делать в этой ситуации. 4 дня бегали, искали, куда пристроить. Ну, почему нельзя было прийти, например, в приют, отдать и уехать? Приют, кстати, для животных это интересная тема, да. Мы тоже об этом думали, но пойми правильно, да, у людей, которые едут в отпуск, куда-то уезжают, у них лишних денег нету. То есть все деньги ты берешь с собой туда в поездку. Поэтому приют тема классная, да, но это, возможно, тебе просто будет не по карману в данной ситуации. Отлично. Коллеги, вопрос. Какая потребность у человека? Какую проблему мы сейчас выберем, и именно с ней сейчас попробуем поработать и придумать решение для Дмитрия, которое удовлетворяет всем его потребностям. Отлично. Точно. Точно. Давай поменяемся. Фиксировать. Ты будешь фиксировать свои мысли, мы будем с коллегами дальше развивать эту тему. Итак, получается, у нас возникает проблема. У нас есть Дмитрий, У который нас есть Дмитрий. кошку. Пиши. Вот. Давайте напишем, Дмитрий хочет в отпуск. А кошку деть некуда. Мало того, что он хочет пристроить кошку, он ее еще хочет пристроить на халяву. Вот. В идеале. Идеальная сейчас на самом деле картинка, потому что вот к этому мы как раз и хотели подвести. А давай зафиксируем. Вот это как требование. Все правильно, да, это требование. Вот смотрите, нужно не просто куда-то кошку деть, все проблемы Дмитрия решены, и он спокойно уехал, отдыхает, потом по всему городу развешивает объявление «Верните кошку» за вознаграждение. Требование у Дмитрия, что все-таки, да, он хочет позаботиться о своем домашнем животном, но при этом дешево, потому что Бесплатно, лучше. практически бесплатно. Какие еще требования автоматически, наверное, возникают у Дмитрия? Как? Дешево кошечку пристроить, конечно. Дешево кошечку, да. Супер. Еще? Хорошие добрые руки, отлично. Чтобы я мог доверять кому-то. Да. Чтобы Давай напишем чтобы хорошие потом добрые руки. Шутку не пошили из моей кошечки. Да. Хорошие добрые руки, в скобочках напишем. Ключевой фактор здесь будет безопасность. Еще? Чтобы не было аллергии на кошек, то есть нельзя отдать. Той семье, куда отдают. Да. А вот смотрите, может быть, получится, что мы же должны будем с вами решение какое-то выработать. Возможно, что он и не будет ни в какую семью отдавать. То есть мы сначала сейчас должны как бы будем сформулировать. Нет, а почему, кстати, давай зафиксируем. Ну хорошо, давайте попробуем, хорошо. Да, просто потом посмотрим, что из этого. Подойдет или нет. Да, подойдет или нет. Хорошо, согласен. Такая вариант. Хорошо. Идеи.
чтобы у прививших не было аллергии, правильно? Отлично. Еще? Ежедневный уход. Ежедневный уход. Ну, чтобы я там в отпуске спокойно отдыхал, не переживал, да, что у кошечки все в порядке? Можно обобщить качественный уход, который Качественный уход. питание. Скорее всего, не ухода, а присмотра. Присмотр. И чтобы я как бы видел, да, как там, что за ней присматривал. Фотографии у меня отсылали. Кошечка отдыхает, у нее все в порядке. Дмитрий просто нас любит всегда отчетность. Это да. Хорошо, давай запишем. Чтобы ты мог получить какую-то обратную связь. Чёрт. Да, ну, Напишу фотоотчет для спокойствия. для спокойствия. Ну, уже 5 получилось, неплохо. Его вести не нужно было, там в другой город вести кошку еще. Да. Супер. Чтобы не было дополнительных расходов на транспортировку тогда. И мы сэкономили твой бюджет, который ты потратил бы На отпуск. на отпуск. Правильно. Вот это мы сами, коллеги, должны были в режиме идти почему, а может быть 10 и 20, спросить Дмитрия. А мы сейчас все Дмитрий, и мы все пытаемся оставить свою кошечку, чтобы уехать в отпуск. Поэтому все здорово, мы должны видеть это все вместе. Нет, все классно нагенерили, молодцы. Да, Николай Викторович нам тоже будет сейчас помогать в деловой игре, он периодически включаться должен. Дальше. Вот теперь можно презентацию. Да? А вот еще почему бы не забрать кошечку с Я собой? не туда переключился. Почему бы не забрать кошечку с собой? Чтобы отдохнуть без нее. Хорошо. Не ее, да? Это нужно сразу наверх написать, все, Дмитрий обозначил. Ей же жарко будет на пляже, она мохнатая. Смотрите, коллеги, мы сейчас с вами таким образом прошли первый этап. Спасибо. Сейчас я дощелкаю. Вот. Вот он. Мы с вами прошли первый этап, погрузились в проблемную область и сфокусировались на конкретных проблемах у Дмитрия. Я понимаю, что у нас сейчас вот третий этап, да, был вот генерация идей, судя по всему. Но на самом деле мы сейчас должны будем все-таки к этому третьему этапу подойти и сгенерировать конкретные. Да, это у нас была больше фокусировка, а вот сейчас у нас должна произойти с вами генерация идей, когда мы с вами должны будем набросать, помните, не меньше 100, да? Мы должны будем набросать конкретные идеи, которые бы помогли Дмитрию решить свою задачу. Давайте будем пробовать. Ну, приют уже был, но как бы не очень хорошо. Да, здесь просто нужно еще тоже правильно вас сориентировать, так как мы все-таки сегодня здесь говорим про, в том числе, цифровые технологии, цифровые сервисы и все, что с этим связано. Давайте с вами попробуем сейчас мыслить именно в эту сторону. Вот какие идеи можно было бы внедрить, предложить для того, чтобы решить задачу Дмитрия? Давай, Сереж, я вот буду сюда же, да? Да. Добивать. Да, пиши, генерация идей. Сереж, вот абсолютно правильную идею подают социальные сети. Социальные сети. А что конкретно? Вот помните, одно из правил было, что должно быть не абстрактно, а все-таки конкретная идея. Социальные сети. Что с социальными сетями? Так, отлично. Записываем. Социальные сети, да? Обратиться в социальные сети конкретно. Подать объявление, наверное, в социальные сети. Да? Ну, поддерживаем? Поддерживаем. Подать объявление. Хорошо. Да. На самом деле даже в ВК есть сообщество, которое объединяет людей, которые занимаются проблемами бездомных животных. То есть они берут на передержку животных, бездомных. Я думаю, что можно обратиться в это сообщество, и там какие-нибудь, скажем так, сердобольные люди возьмут животное на какой-то срок. Ну, мы не возьмем сами. Конечно, это сообщество Они занимается. же будут, нет, а общество же все равно просит потом и корм, и пожертвования. Нет, понимаете, они занимаются бездомными животными, за которых в принципе никто не платит. Но это же удобное животное, поэтому хозяину может быть неудобно отдавать ее без ничего. Как можно, нет, как А. вариант можно предложить. Коллеги, да, смотрите, здесь важный момент. Мы генерим идеи
Мы не Каждый- критикуем идеи, Да, мы не не критикуют, да, не забываем о том, что мы все идеи в любом случае записываем, потому что когда мы перейдем к прототипу, возможно, эта идея будет нерабочей, когда мы ее автоматически исключим из нашего списка. Сейчас что пишем? Сейчас мы пишем создать сообщество в социальной сети. Обратиться в сообщество. Обратиться в сообщество. Мгм. Вопрос. Ну, перед тем, как Да. насколько отпуск уехал? 2 недели. 2 недели. Просто предложение такое. Расставляем 10 мисок с фоном, 10 мисок с водой и онлайн-камеру. И онлайн-камеру. Поставить онлайн-камеру и обеспечить питанием животное дома в данном случае, да? Да, и туалет. Скажу сразу, она все съест за 1 день. Да. Ну, идею я зафиксирую. Значит, автоматизировать надо. Да, механизм. Дом или кошку? Есть такие миски специальные для кошек, они вот насыпаются, и получается, когда как кормушка нету питания, еще там он насыпается как бы. Потом опять порциями вот так. Механизм. В общем, один раз ложиться, все автоматизировать, и можно выпуск хоть каждый год. Вы знаете, на самом деле мы сейчас с вами на практике применяем то правило, о котором мы говорили, что важно, чтобы в генерации идей участвовали абсолютно разные люди. Вот в данном случае, я так понимаю, среди нас есть эксперт по кошкам. Когда вот тут вариант, что Дима вообще вот соберется. Я буду мисками Так, заниматься. давайте еще. Услуга за услугу. Ну, то есть с помощью интернета создать какой-то, видимо, сервис, который будет являться услугой за услугу. Записываем. Я с твоим, ты с моим. Ну, в принципе, название придумали. Еще? Объявление в подъезде, обратиться к соседям. Фиксируем. Фиксируем. Во-первых, у вас родственники еще есть, да, кроме соседей? Они уехали. Еще? И мама. Близкие уехали, а вот коллеги-приятели, простите, но честное слово, не очень ловко было. Но это тоже не Это моя личная проблема, но это идея, да, конечно. Да, давайте вот этот момент сейчас зафиксируем. Говорят, исходя из требований Дмитрия, самый хороший вариант – это купить переноску и забрать с собой. Вот это будем обсуждать, да? Это сейчас будем дальше уже обсуждать. Пока просто генерим идею. Давайте еще пару, и я думаю, что будет достаточно. Есть какие-то еще дополнения, помимо того, что мы уже зафиксировали? Слушай, Да, мы написали, используя автоматизированных систем. Ключи оставить соседям, ну и, собственно говоря, пусть соседи да, разбираются. к мискам. Нет, Ну да, ну было это не да, автоматизировано, а вот именно автоматизировать. Поставить 10 автоматизированных мисок. Поставить 10 мисок и онлайн-камеру там нужно было. есть универсальное решение, это Я зафиксирую. Так, хорошо. 10 мисок и камера есть. и универсальное решение это робот, который будет выполнять всю вашу работу, заменит вас. Ну, только не выполняет. Напишем робот-двойник Дмитрия, да? Да? Сначала времени заменим, что посмотрим. Ну, я думаю, давайте остановимся на... 8 идей получилось. 8 Собрали, идей. молодцы. Хорошо. Молодцы. Супер. Мы с вами сгенерировали идеи. Далее. А вот идеи нам подходят вот под наши требования? Вот теперь давайте будем Идеи. каждую из идей обсуждать и будем таким образом выбирать ту самую, с помощью которой потом будем прототип создавать. Робот-двойник Дмитрия. Реально? Ну, с учетом того, что Дешевле сдвинуть. робот-двойник Дмитрия дешево не получится явно. Да? Идея классная, современная, очень в тему. Это лет через 50 можно. Лет через 50 у нас получится. Окей, дальше. Купить переноску и забрать с собой. Нет, было главное условие, чтобы оставить кошку. Чтобы оставить было главное условие. Дмитрий отдохнуть хочет. Да, то есть Дмитрий хочет отдохнуть все-таки без своей кошки, поэтому купить переноску и забрать с собой в данном случае не особо нас подходит. Попросить коллег. Ну, была идея такая, но честно, мне вот близких друзей просить вот, ну, удобно, а вот коллег, если честно, не очень ловко. Но это лично моя проблема просто. То есть.
Это хорошая идея. Идея хорошая, да. Объявление в подъезде развесить. Может, кто-то из соседей. Кто-то из соседей, возможно, возьмет, но здесь, наверное, я бы объединился, попросить коллег. Да? То есть это вот такая одна идея. Да? Сервис услуга за услугу. Вот здесь давайте попробуем развить эту тему немножко дальше, чтобы все понимали, о чем идет речь. Кто предлагал? В принципе, понятно. Ну, предположим, кто-то столкнулся с такой же проблемой. Так. Также не называть животных. Это дискообразное время, они как-то совместятся и не попробуют поухаживать за животными. По очереди. По очереди. Тогда следует вопрос Дмитрию задать, сможет ли он потом за чужой кошкой ухаживать? Вот, За своей? кстати говоря. Уже будет вечером, когда придет ваше время дежурить, так сказать. Сможете ли вы это сделать? Отлично. Хорошо. Дальше поставить 10 мисок и камеру. Знаю кошку, несмотря на камеру, съест все сразу. Камера не поможет. Ну и в данном случае, если потребуется присмотреть, все-таки именно прийти, например, корм подсыпать, то некому, потому что ни коллеги не обратились. Я ни- буду ни просто кому. лежать в отпуске на пляже, просто смотреть, как моя кошечка там страдает через эту камеру. Ну вот здесь, наверное, было все-таки предложение еще автоматизированную систему. За кошкой еще убирать надо. То есть это опять робот-двойник Дмитрия. Дальше. Обратиться в существующее сообщество в социальных сетях. Реально? Реально, хороший вариант. Почему? Просто чтобы мы с вами немножко побольше вот пообсуждали сейчас эту тему. Потому что это сообщество есть. Так. Почему бы не обратиться? Единственное, Илья, что они занимаются бездомными кошками, а это домная кошка. Возьмут ли они, на каких условиях? Мы можем с вами подумать еще и над тем, что это сообщество создать. Да. Самому. Вот смотрите, мы же говорим о том, что мы сейчас генерим идеи, может быть, возможно, вы бы сейчас посмотрели бы все сообщества, которые в принципе существуют, и предложили бы следующее решение. Например, а почему бы нам не создать сообщество в социальной сети, где бы мы указали требования для того, чтобы вступить в это сообщество. То есть, например, человек должен любить домашних животных, он, если берет на себя обязательство взять своего питомца, значит, он должен там, делать, например, фотоотчет для спокойствия тому, с кем он договорился, ну и так далее, и так далее. То есть все вот эти требования обязательно прописать. Но это же требует очень большого количества времени. Перед отпуском осталось 4 дня. Да, я так понимаю? Здесь, Нужно было коллеги, быстрее. смотрите, мы, безусловно, рассматриваем историю Дмитрия, да? Вместе с этим мы с вами... История Дмитрия — это одна из историй. Да, одна из историй. И мы сейчас находимся... Дима — это человек из фокус-группы какого-то. Это с помощью кого мы выявили определенную потребность в данном случае. Наша работа может быть посвящена созданию какого-то сервиса общедоступного, которым впоследствии могут пользоваться такие же Димы, но там в нашем же городе, в других городах и еще где-то. То есть не конкретно. Да. Да, то есть это не конкретный сайт, в данном случае мы вот просто пообщались с пользователем. Я пользовательский опыт. Он поделился с нами своей проблемой, мы собрали фокус-группу, собрали команду и пытаемся вот сейчас придумать универсальное решение, которое бы, по сути дела, закрыло потребности не только у Дмитрия, но и у всех жителей, например, города Сыктывкара. Ну и подать объявление в социальной сети, по сути дела, в какой-то степени дублирует сообщество в социальной сети, тоже можно объединить. Теперь нам нужно выбрать основную идею, с помощью которой мы потом сделаем прототип, отдадим ее пользователю, он ее протестирует, скажет, что ему понравилось, не понравилось, мы внесем изменения, ну и фактически на этом наша с вами работа завершится. Вот теперь давайте попробуем выбрать. Вот подать объявление в социальной сети, обратиться в существующее сообщество, которое отвечает, по сути, всем требованиям. Кто за эту идею? А можно еще предложение? Да. Если, допустим, услуга за услугу тоже можно туда... Ну это да, это получается мы объединяем услугу за услугу, по сути дела она входит в социальные сети, потому что... Так, из-под группы. Из-под группы, да. Угу. Давайте еще раз, когда голосуем, кто за социальные сети, создание сообщества, для того, чтобы это было еще и дешево,
Дешево, гуманно. Ну, собственно говоря, все. Да, вот я думаю, единогласное решение практически. Я думаю, что дальше робот двойник Дмитрия тоже хорошая идея. Дорогая. Хорошо, Дорогая. Отлично. Сфокусировались? Сфокусировались, да, выбрали идею, создаем сообщество социальной сети с определенными требованиями. Дальше у нас возникает с вами следующий. По роботу, кстати, можно найти волонтеров, студентов, которые его сделают. За бесплатно, чисто для себя. Алексеевич даже... Тема робота зашла. Да, отдельно потом, после нашего участия, сделает свою фокус-группу дизайнеров. Хорошо. Дальше. Вот в данном случае, после того, как мы с вами сгенерили идею, выбрали, нам необходимо перейти к прототипированию. Да, это будет 4-й этап. Понятно, что сейчас мы с вами создавать группу в социальной сети не будем, это потребует у нас достаточно долгого времени. Давайте предположим, что мы с вами ее сделали, все туда внесли, что было необходимо. Также фокус-группа сгенерировала свои идеи, что там обязательно должно быть, чтобы оно отвечало требованиям. И после этого происходит тестирование. То есть мы еще не запустили эту социальную группу в массы, мы пошли к пользователям, посадили вот таких вот лидеров, человек 15-20, показали им и сказали, вот смотрите, мы предлагаем такое решение, оно будет для этого, и ваша обратная связь. Послушали обратную связь, посмотрели реакцию людей, оценили, если требуется доработка, вернулись в команду, доработали, исходя из обратной связи. Если поняли, что в принципе фокус-группа использует и сказала, что все идеально, это классная штука, все будут обязательно пользоваться, и аналогов этому нет. Все, прошли этап тестирования, выпускаем в массы и радуемся тому, что мы сделали благое дело для Дмитрий доволен, нашего Дмитрий цели. уехал в отпуск. И Дмитрий... И кошечка довольна, Дмитрий доволен. Вот, собственно говоря, примерно так мы сейчас попытались с вами пройтись по каждому этапу. Сделали мы это достаточно большой группой, и теперь есть предложение все-таки двигаться дальше. И теперь давайте сформируем свои каждые группы и попробуем в таком же режиме пройти нашу деловую группу. Ага. Да. Я выполнил свою миссию. Да, спасибо тебе, Дмитрий. Миссия выполнена. Давайте поблагодарим Дмитрия за участие. Все, что нам с вами будет сейчас необходимо будет сделать, мы уже определили тему. До начала нашего форума был запущен опрос в социальной сети ВКонтакте, в группе Центра информационных технологий и госуслуги о сайте дети11.рф. И вопрос был следующий. Какие сервисы добавить и улучшить на сайте Дети11? Победило у нас школьное питание, 39% опрошенных ответили именно так. Вот давайте попробуем сейчас именно на эту тему и поработать в группу. Как это будет происходить? Для того, чтобы мы с вами начали первый этап эмпатии, необходимо нам с вами разбиться по четверкам. Четверки у нас в данном случае будут вот таким образом, вы сидите рядышком 4 человека. Это будет у нас первая четверка и так далее. Поднимите, пожалуйста, руки. В каждой четверке у нас присутствуют листы А4. Везде присутствуют, да? Раздаем. Отлично. Сейчас, коллеги, необходимо будет за очень короткое время расспросить друг друга о проблеме, неудобствах, трудностях или организации питания учащихся. Но здесь нужно понимать, что мы с вами все должны сейчас будем трансформироваться в родителей. Мы не являемся представителями какого-то отдела, какой-то структуры. Мы сейчас с вами все становимся родителями. Давайте друг друга порасспрашиваем и сфокусируйте на бумаге то, что вас удивило. То есть какие проблемы, связанные с питанием, вы выявили. И что бы вы хотели, как бы для вас. Да, или может быть кто-то из вас расскажет, как бы он хотел, чтобы выглядело детское питание в школе. 5 минут. Давайте. Уточним еще вопрос. Да. Организация детского питания или сама суть? Суть заключается в том, что я как родитель должен рассказать вот о том,
что для меня детское питание, какие проблемы существуют, что мне нравится, что мне не нравится. Таким образом, вы должны будете сформулировать задачи, с которыми будем работать. Но давайте попробуем с помощью, я думаю, что потом генерации идей мы хорошие идеи получим. 5 минут. Обязательно фиксируйте на бумаге то, что вас особо удивило. Какую проблему вы выявили. Каждый четвертый один человек может фиксировать. Фиксировать все, что вас удивило. Для этого лист А4. Коллеги, если у вас возникает организационный вопрос, может быть, что-то хотите спросить, уточнить, не стесняйтесь, поднимайте руки, мы подойдем. Остается 3 минуты. Остается 1,5 минуты. Коллеги, 30 секунд. Десять секунд. Все, время вышло. Коллеги, время вышло. Давайте завершаем обсуждать. Фиксируем. Ставим точку. Судя по тому, что обсуждения не завершаются, явно с детским питанием есть что обсудить. Тема горячая, да. И всех она волнует. Не зря все-таки я просто сказал именно эту тему. Итак, это у нас с вами был первый этап, называется он эмпатия. Дальше. Следующий этап. Фокусировка. Выберите одну потребность, которая вам показалась наиболее острой и неожиданной из того, что вы зафиксировали на бумаге в группе. Одна потребность. Далее нужно будет вот здесь сформулировать и записать точку зрения, как мы это делали с Дмитрием. То есть мы встретили Дмитрия, с удивлением обнаружили, узнали, что, оказывается, он поехал в отпуск, но при этом он не может комфортно уехать в отпуск, потому что ему хочется оставить где-то домашнее животное, он не знает где. У него существуют барьеры, у него есть требования определенные, он хочет, чтобы это было при этом безопасно, чтобы это было дешево, ну и так далее и тому подобное. Вот давайте попробуем сейчас в таком же самом режиме все это зафиксировать. 5 минут на это. Если возникают вопросы, обязательно поднимайте руки.
Еще раз сформулировать задачу. Необходимо записать на листе бумаги вашу точку зрения. Каким образом? Да, маркер, да, мы все время продолжаем только маркер фиксировать. Мы встретили, если мы сейчас говорим про конкретную проблему, которую вы уже выбрали, мы встретили того-то, у него есть такая-то проблема, прямо ее записываем, вот такая вот проблема, и требования человека к тому, чтобы он все-таки обязательно хочет, чтобы мы учли. Коллеги, если у вас возникают трудности и вопросы, обязательно поднимайте руки, мы индивидуально подойдем. Три минуты остается. Одна минута. Но я вижу, что в принципе уже практически все справились. Давайте дальше. Точку зрения успели сформулировать? Успели. Дальше следующий этап. Коллеги, внимание, важный момент. Посмотрите на вашу точку зрения, которую вы зафиксировали, и подумайте, как мы можем помочь. Вот сейчас происходит генерация идей. Самый важный и ответственный момент. Каждый должен придумать по 4 идеи. Обязательно нужно зафиксировать их на бумаге, проголосовать, выбрать идею для реализации. То есть, что конкретно каждая команда предложит. Здесь можно тоже ориентироваться на, помните, да, детское питание, сайт дети11.рф, думать в сторону цифровых технологий, цифровых сервисов, различных решений. 5 минут. Поехали. Да, по 4 идеи с каждого человека, и затем нужно будет выбрать одну, ту самую, которую вы посчитаете, что она, да, самая рабочая. Нет, мы об этом не думаем. Коллеги, здесь важно понять, что мы абстрагируемся от текущих ограничений. То есть, например, у нас есть какие-то ограничения там, нормативные, что меню каким-то образом там, государство там, регулирует, набор продуктов регулирует, что у нас есть какие-то комбинаты, которые питанием детей занимаются, организуют непосредственно в школе. То есть мы от этого абстрагируемся. То есть мы пытаемся сформулировать какой-то идеальный мир, условно идеальный мир, в котором вы бы хотели существовать, и вы бы хотели, чтобы именно так организовывалось питание в школах для ваших детей. И действительно думаем именно о цифровых технологиях. То есть это может быть какое-то подсказывание онлайн-меню, да, то есть это какое-то мобильное приложение, опять же, какие-то соцсети, может быть, форумы, еще что-то. То, что не требует, по большому счету, очень больших существенных затрат, что может достаточно быстро и эффективно реализовать. Время пошло, 4 минуты остается.
Коллеги, если возникают какие-то вопросы, поднимайте руки, мы подойдем, поможем. Остается 2 минуты. Остается 1,5 минуты. Кто уже завершил и выбрал идею? Поднимите, пожалуйста, руки, кто в группах уже справился, у кого уже все получилось. Ага. Хорошо, давайте чуть-чуть еще подождем. Чуть-чуть. Давайте будем двигаться дальше. Давайте будем двигаться дальше. Мы с вами переходим к следующему этапу. Создаем прототип. Еще чуть-чуть. Хорошо, давайте еще чуть-чуть. Блин, давайте еще 1 минута. И будем двигаться дальше. Ну все, коллеги, давайте будем переходить к следующему этапу. Я смотрю, что уже все ждут, когда будем двигаться дальше.
Переходим к следующему этапу. Следующий этап у нас это создание прототипа. Необходимо нарисовать на листе, как работает ваше решение. Вот здесь просьба. Прототип, давайте сейчас попробуем его прям создать. Если вы предложили какой-то сайт, прям попробуйте его схематично отрисовать. Если вы предложили что-то, что можно потрогать, давайте тоже попробуем как-то это визуализировать. С помощью любых подручных средств, которые у нас здесь есть. Бумаги и все, что найдем. Или хотя бы просто зарисуем. Самое главное, чтобы по итогу у нас обязательно получился прототип вашего решения. Прежде чем мы будем его тестировать. 5 минут, поехали. Коллеги, если нужны листочки, поднимите руки, мы их принесем. Ну, еще дополним Сергея. То есть, если мы говорим, что сайт, да, вот вы его будете рисовать, вы обязательно пропишите. То есть, человек туда входит, кто этот человек, родитель, да, то есть он, наверное, там какое-то меню выберет, да, куда это меню попадет, там, какой-нибудь комбинат питания, что он там будет делать. Ну, я так немножко подсказываю. Коллеги, не забываем про таймер. Ценим время. 3 минуты еще впереди. Коллеги, 2 минуты.
И 1,5 минуты остается. Кто уже завершил, поднимите, пожалуйста, руки, чтобы вы понимали, насколько вы готовы переходить к следующему этапу. И давайте чуть-чуть еще подождем. Ну все, давайте будем завершать. Очередной этап позади. Создали прототип. Теперь самое интересное. Это тестирование. Вот сейчас важно, чтобы у нас все правильно получилось. Выбрать одного человека, который уйдет в другую команду. Давайте просто пусть меняться. Свой прототип из команды мы не выносим. Мы забываем, что мы член какой-то другой команды. Мы просто становимся обычным потребителем того, что вы будете предлагать. Выбираем одного человека, он уходит в другую команду. Далее тестируем на пришедшем ваше решение и мы слушаем его обратную связь. То есть вы должны будете пришедшему человеку рассказать проблему и что вы предлагаете, какое решение с вашей стороны, показать прототип, послушать обратную связь. Если вы видите, что есть то, что нужно улучшить, потом опять будем продолжать, то формируем идею, ну и, собственно говоря, будем делиться результатами. Давайте, на все про все у нас с вами будет 6 минут, здесь чуть побольше времени предоставим. Давайте сначала меняемся. Из каждой команды у нас человек пересаживается. Давайте поменяемся, да. Все получилось? Итак, тестируем на пришедшем ваше решение. Слушаем обратную связь. Итак, еще чуть-чуть времени на то, чтобы протестировать на пришедшем ваше решение, выслушать обратную связь.
1 минута на тестирование. «30 секунд». И вот теперь давайте остановимся. Давайте остановимся на тестировании. Теперь попрошу вернуться в свои команды. И каждая команда теперь должна будет обсудить результаты и скорректировать ваши решения, исходя из той обратной связи, которую вы получили от потребителей. Обсуждаем результаты обратной связи, корректируем решение, если оно того требует. Коллеги, одно из главных правил — ценить время. У нас остается 1,5 минуты на то, чтобы дообсуждать результаты, корректировать свое решение. «30 секунд». Ну все, давайте будем завершать. Давайте будем завершать. Тестирование на этом завершилось. Все обсудили, внесли корректировки в ваше решение. Дальше еще интереснее. Защита проекта. Вот теперь необходимо будет сейчас рассказать историю, с чем вы столкнулись. Напоминаю, что в центре всегда человек. Им нужно будет презентовать ваше решение. Вот кто готов?
Пускай микрофон. Давайте тогда вот микрофон. Всем здравствуйте. Уважаемые коллеги, мы на этапе работы в нашей рабочей группе столкнулись со следующей проблемой. К нам обратилась мама гимнастки. Девочка не ест в школе, потому что нет соответствующего меню для спортсменов. Ну и эта проблема касается не только гимнастки, я просто хочу немножко чуть-чуть уйти, да, что это есть аллергики и так далее. Самое главное, давайте введем правило 5 минут. Хорошо. Да? 5 минут. Значит, вот и все, да. Меню для спортсменов нет в школе. Школа предложить ничего не может. У нас было очень много идей, приносить еду с собой и так далее, да. Ну и мы остановились на одной идее, это создание социальной группы, которая будет заниматься поставкой пищи для спортсменов конкретно в школу. И как продукт мы разработали вот такой вот макет нашего сайта, который будет называться «Спорт, питание и учеба». Здесь будут у нас следующие вкладки. Главное, здесь у нас будет основная информация содержаться, наша контактная информация, как нас найти, с какими школами мы будем работать, а потом подробнее я скажу уже про школу, если вопросы зададут. Значит, ну и в каких районах города мы поставку осуществляем. Следующая у нас будет вкладка «Меню». В этой вкладке будет указана калорийность каждого продукта, прейскурант-цен, то есть будет меню, понятно, с ценником, да, с указанной ценой. Далее корзина. В эту корзину может каждый родитель, ну, например, ведет ребенка в школу и по дороге уже в корзину ребенку своему накидал, да, что вот я вот возьму сегодня это. То есть в корзине осуществляется заказ на данного ребенка, какое конкретно меню он выбирает на сегодня. Ну и обратная связь, здесь мы получаем связь от родителей, работает ли наш сайт, удобен он для них, это во-первых, ну и соответственно, как наша услуга работает для них, нужно им это или нет. Ну и с коллегами мы уже посоветовались, если можно пойти шире, то есть этот сайт можно расширить и сделать не только для спортсменов, но и для другой категории учащихся, то есть это аллергический, да, и так далее, и так далее. Ну и когда к нам подошел участник с другой рабочей группы, задал нам сразу вопрос такой: как же мы будем работать со школами, да, то есть если возникнет такая необходимость, что, например, большое количество учащихся, ну, допустим, 20%, да, от всего количества учащихся школы, они начнут вот заказывать на нашем сайте данную продукцию, да, ну и, соответственно, конечно, мы можем уже выходить на уровень школы, на уровень директора и можем заключать договора, что мы к определенному времени, по определенному меню для каждого ребенка индивидуально будем совершать поставку. Спасибо, давайте благодарим. Есть какие-то комментарии? Коллеги? Конечно. Во-первых, мы не сможем получить лицензию для осуществления своей деятельности, если мы не получим утвержденное, понятно, что санпинами по регламенту, да, документ. Спасибо. А если у вас будет со школой уже непосредственно договор, они к определенному времени будут привозить, а если родитель не успевает заказать, то есть у вас же изначально было, что родитель заходит? Да. Он может выбрать там. Ну, так сказать, это уже эти рабочие моменты будем решать в индивидуальном порядке. Возможно, родители уже заранее закажут в субботу, на следующую неделю меню для своего ребеночка. И, конечно, это решается в индивидуальном порядке. Мы идем навстречу нашим потребителям. Спасибо. Ну, здесь на самом деле это вот как раз то, когда вы являетесь каким-то пользователем, да, и, возможно, потом вы просто внесете изменения в свои решения, и, в принципе, этот вопрос. Спасибо большое, очень здорово. Браво. Есть ли еще желающие? Может быть, у кого-то иная идея, да? Хорошо. Добрый день. Мы обсуждали в группе проблему, что у родителей нет возможности контролировать питание ребенка. То есть ни меню, ни то узнать, поел ребенок, не поел, холодная, горячая была пища во время подачи. Поэтому мы решили, что нужно создать вкладку на сайте школы, например, школьное питание. Эта вкладка, она тоже с различными разделами. Здесь должно отображаться меню на сегодня, меню для начальной школы, для среднего звена, для старшего звена. Возможно, вот когда мы тоже пообщались с соседней группой, если будет у школы такая возможность, меню для детей с аллергическими заболеваниями. Меню может отображаться завтра, на неделю, на месяц, то есть согласовано с Роспотребнадзором.
В этом разделе может быть опрос. Дети, которые поели, могут пройти какую-то анкету или небольшое тестирование, что понравилось, что не понравилось, чтобы добавили, чтобы, может быть, не очень понравилось, убрать. Раздел предложения родителей по меню сегодняшнему. И если есть такая возможность, онлайн-столовая, как вот знаете, в Додо Пицце, когда заказываешь, нужно посмотреть, как готовится ваш заказ. То есть, если родители могут онлайн посмотреть, когда было накрыто детям, и не час назад, соответственно, если они придут, будут кушать все холодное, а перед непосредственным приемом пищи, поэтому родителям будет понятно, что пища теплая подана детям, как дети поели, приходил ли мой ребенок в ту перемену, когда заявлено питание в школе. То есть все это можно было посмотреть, но тем более, если бы можно было посмотреть, как это все готовится, на каких досках, как моют руки повара и так далее, то родители были бы удовлетворены, как питается их ребенок. Спасибо. И оплата. И оплата. Да, и еще онлайн-оплата по возможности, потому что сейчас собирают классные руководители, я думаю, это и им неудобно, и родителям наличными передавать с ребенком какие-то 1023 рубля. А тут была бы возможность оплатить онлайн за месяц питание ребенка. То есть родители заходят на сайт, выбирают определенное меню, могут контролировать то, как люди готовятся, да. И оплачивают. Что ребенок питание. пришел, поел, можно же там сразу увидеть, если все складывается в отбросы, что, соответственно, сегодня детям совершенно не понравилось. Да, а вот в школе функционирует будет отдельный человек и конкретно по этому разделу, или тот человек, который работает с сайтом, кто вообще функционал будет? Тот человек, который работает с сайтом школы, это меню, вкладка на сайте школы. Он дополнительно будет ходить еще фотографировать детей, фотографировать столовую. Нет, можно онлайн, я так понял, что онлайн. Камеры. Пицца, да, камера, онлайн-трансляция. Вы заранее соберете всех детей, согласны на обработку персональных данных. Но оно, по идее, собрано при подаче заявления на обучение. Еще на это? Да, конечно. Спасибо. Да? Онлайн, хорошо, в Додо Пицце, то есть в режиме реального времени. Родитель вечером на 6 часов пришел, решил посмотреть, а поел ли ребенок? То есть он будет смотреть темную столовую без света, без ничего? Почему архив работы столовой, например, если питание проходит с 8 до 2, то это за сегодняшний день можно посмотреть архив видеозаписи. Да. Но если школа это может обеспечить, может только запись за текущий день посмотреть. Завтра я, например, не смогу посмотреть, если, понятно, на сайте нет места. Спасибо. Спасибо большое. Давайте поблагодарим. Хорошее дело. Есть еще желающие? Благодаря нашей работе на сайте DRF 11.rf появится, я думаю, появится этот блок. Вот видите, команду мы уже собрали. Да, можно Сейчас надеяться. заслушаем идеи и потом будем реализовывать. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим поделиться своим решением одной из проблем. Это разнообразие. Можно попросить вас? Можно. Микрофон, да, можно его настроить. Тебя нужно? Да, вот теперь слышно. Хорошо. Разнообразие питания. То, что сейчас дается детям, не всем хочется, как говорится, есть, хочется большего разнообразия, типа шведского стола. Да? Но, как говорится, шведский стол мы там не устроим в школе. Бардак полный. Вариант у нас следующий. Можно сделать некоторый сайт, да, в котором отображается меню на несколько дней вперед. К сайту можно сделать приложение. Ребенок может в этом приложении авторизироваться через номер телефона. За день до того момента, когда он там выбирает себе обед, комплексный какой-нибудь, он выбирает, сколько ему надо супа, сколько ему надо каши, чай, компот, сколько выпечки. То же самое через приложение.
у него отображается его реальный баланс, за которым может следить родитель. Также отмечается стоимость того, что он набрал, и при определенных условиях появляется активная кнопочка «Заказ». Почему при определенных? Чтобы, опять же, не было такого, что он, например, заказал только чай, да, и пробил чай. Кнопка «Обратная связь», новости, как говорится. То есть, чтобы полноценный обед. Да, был полноценный, соответственно, обед. Столовая, они ведь заранее знают, какая продукция к ним будет поступать, что они из этого могут сделать. Ну, и таким образом, зная, что будет в заказах на следующий день, можно наготовить определенное количество порций, в таком случае будет меньше отходов. Тоже дополнительный плюс. Спасибо. Лицензия Роспотребнадзора. А если, получается, столовая в любом случае работает по меню Роспотребнадзора, который утвержден да? Если в этот день ребенок ничего не ест, он так будет ходить голодный, да? Ну вот он посмотрел, я это не ем. Родители посмотрели, сказали, да, мой ребенок это не ест. Он будет ходить голодный? Нет, смотрите, можете не договорить. Давайте еще раз, да, обсуждали, когда все у нас формировалось. Бывает такое, что ребенок забыл даже, например, зайти и, соответственно, выбрать себе обед. В таком случае у него будет некоторый определенный базовый набор продуктов, который он придет, соответственно, получит. За ребенком может сделать родитель. Опять же, дополнительный контроль. Да? У меня, наверное, актуальный вопрос, мама меня поймет. Мы все хотим индивидуального питания для наших детей. Но скажите, кто будет обрабатывать ваши заказы и накрывать столы каждому ребенку индивидуально? Можно я продолжу? Потому что, зная, как работает наша школа и финансируется, если это проблема, которую мы хотим решить, которая требует дополнительного финансирования, то это проблема, к сожалению, да? Да, поэтому... Нет, ну хорошо. Опять же, цифровизация, да? На столах находятся планшеты, на планшете дублируется, у кого что заказано. Ну, а вы, тема-то какая? Что бы вы хотели? Мы бы хотели это, пожалуйста. На самом деле, вот здесь поддержу последние слова. Здесь нужно самое главное для себя принять тот факт, что каждый из нас всегда живет в какой-то определенной реальности, и в нашей работе постоянно существуют какие-то определенные барьеры. Но именно как раз смысл дизайна мышления заключается в том, чтобы мы с вами чуть-чуть повыше поднялись и посмотрели на это уже все-таки с другой стороны. И отбросили все эти... Нет, то, что вы говорите, да, конечно же, реальность, она само собой диктует определенные правила. Это все верно. Но в данном случае, когда мы генерим вот такие вот идеи, смотрим на такие решения, потом обязательно найдется то, которое будет отвечать абсолютно всем потребностям. Но именно как и интернет вошел, собственно говоря, в нашу жизнь. Да, поэтому спасибо. Может... Все, спасибо. Есть еще желающие, у нас еще чуть-чуть времени совсем остается. Если те, кто еще готовы презентовать свой проект. Нет больше желающих? Есть еще желающие, да. Добрый день. Все, что было сказано, это замечательно. Мы сильно далеко от этого всего не ушли. Единственное, мы взяли в качестве возможной оплаты следующую систему. У нас будет шведский стол. Ребенок берет поднос, проходит вдоль раздаточной стойки. На конечном пункте стоит сканер, может, цифровое сообщество, да? Сканер снимает, считывает ценники. У ребенка есть карта, которой он может оплачивать питание только в этой столовой. Родители заранее на эту карту закидывают определенную сумму денег, которую они ему могут позволить. Сканер считал информацию, сколько это все стоит. Ребенок прикладывает карту, оплачивает покупку. Здесь же родителю на телефон приходит информация, что ребенок взял это. Сумма снимается с карты. Ребенок с этой довольный уходит с тем, что он хотел поесть. Родитель получает информацию о том, что ребенок поел. Проблема. Карту может взять старшеклассник,
и пойти с этой картой. Ребенок вечером приходит домой, мама спрашивает, ты во сколько? Он говорит, 10 часов, что ты поел? Вот то-то, то-то, то-то. Мама говорит, нет, мне пришла другая информация. Здесь же, у нас же камера стоит в столовой, здесь же на это время мы можем посмотреть, кто воспользовался этой картой, то есть безопасность какая-то есть. Ага, вопросы? Но это лишние элементы будут. Я думаю, что, вернее, наша группа думает, что удобно было бы прямо с карты, здесь же снимать не с родительской карты, а именно карта. Такая практика есть в питерской школе, поэтому это она не нова, но именно у ребенка есть карта и с нее снимают. Да, вопрос. Школа 1000 человек. Сколько должна быть перемена для немецкого стола? Ну, у нас будет несколько 1000 минут. Нет, у нас будет несколько стоек. Перемен у нас, перемены по 15 минут, их несколько. Распределение класса, само собой, будет. 15 минут, даже если 5 классов, они не пройдут. А это же можно поесть. Но у нас будет несколько стоек. Хорошо, просто в этом решении, скажем так, нужно будет конкретно продумать и додумать вот эти техническое оснащение и те ограничения, которые существуют в образовательном процессе. Но вот те варианты, которые предлагали, что родители выбирают на неделю меню, но мы знаем, что ребенок с утра встал с левой ноги и говорит, да ну ее, эту курицу я утром хотел вообще-то кашу поесть. А здесь ребенок может пройти и выбрать именно то, что ему необходимо. Да, еще вопрос. И упаковки, тем более у нас же будут скан-чеки на этих блюдах сразу. То есть туда уже лишний волос не попадет. У меня, видите, при столе, что волосы там увидели в тарелке. Вот уже они упакованные будут, скан-чеки будут на этих упаковках, и там уже и и ничего лишнего не будет. Спасибо. Да. То есть блюда будут готовиться где в школе? В школе. Это условие будет. У нас будет стоять в столовой система упаковки еще, и все будет красиво выглядеть. Да. Ваш вопрос? Что будет делать с малообеспеченными семьями, те родители, кто не могут положить на карту денег? У нас есть льготное питание в столовой. Да. И мы еще не исключаем того, что вообще-то есть еще и спонсорская помощь, шефская помощь. И как раз, может, проблема для таких семей, которые официально справку не имеют, многие не могут справку взять, да? А все-таки педагоги-то в курсе того, что происходит с их учащимися, они смогут уже сами как-то урегулировать этот подход. Спасибо. Зачем я вышла? Давайте мы сейчас еще вопрос. Ребенок блокирует, ребенок же телефон имеет. 5 минут до обеда он ее потерял. Да, мы этот вопрос возьмем на вооружение, надо продумать. Да, в этом случае можно обратиться к классному руководителю. Может, есть там возможность родителям онлайн перевести в систему сразу как-то. Хорошо. И давайте финальный вопрос. Что будет? Отхода? Наоборот, отхода будет мало, потому что ребенок взял то, что он ест. А если лимит установить, например, лимит на трату родителя ограничивали 50 рублей, больше 50 ты не берешь, а цены у нас будут округленные, не с копейками же. Уж всякое, кроме начальной школы, может, посчитать-то смогут. Нет, хорошо. Допустим, сегодня там блюдо из курицы, блюдо из рыбы, блюдо из мяса, да? Вот 1000 человек пришла, 700 взяли из курицы, 200... Ну да, мониторить надо систему, конечно. Мы же до этого анкетирование провели исследование мнений родителей и учащихся, в каком русле больше продукта надо закупать, какого направления, какого вида продукта надо больше закупать, все равно ориентация какая-то у нас будет. Мы анкетирование провели до этого. Да, вряд ли, наверное. Он же увидит и другие блюда. Спасибо большое. Давайте поблагодарим. Давайте финальное выступление. Ну, собственно,
Собственно, наша команда подняла такую же проблему, как многие здесь сегодня ее уже поднимали. Это отсутствие выбора блюда у детей и вот питание для детей аллергиков и других категорий. Собственно, что мы придумали с нашей командой? Мы, так сказать, ринулись мечтать и вспомнили, что в самолетах у нас, например, есть выбор ланчбокса, то есть ты выбираешь, что ты сегодня будешь есть, там, курицу, рыбу, мясо. Ну, то есть и мы, отталкиваясь от этой идеи, продумали пример школьной столовой, в которой будет такая же зона с ланчбоксами, то есть ребенок подходит и выбирает, какой он сегодня будет есть ланчбокс. Ну, дальше, соответственно, уже проходит оплата удобным способом. И для детей, которым необходимо какое-то специальное питание, мы решили поставить холодильник, куда он может принести свой ланчбокс, например, из дома, и когда он пойдет есть, просто разогреть его, ну и, собственно, в таком плане питаться. А для того, чтобы старшеклассник не съел еду из холодильника какого-то другого ученика, мы решили, что, конечно же, лучше их подписывать, ну и также поставить камеру, она может и онлайн, и в архиве, и все, что мы сегодня с вами уже смотрели, любые технологии можно использовать. Ну и на выходе из такой столовой можно поставить панель, на которой оценивать, как сегодня прошло твое питание, понравилось тебе, не понравилось, холодное, теплое, ну и все вот в таком роде. Ну и самое главное, нужно еще осуществлять мониторинг, какие ланчбоксы, например, пользуются больше популярностью, какие меньше, чтобы не тратить деньги, да, зря впустую, и чтобы всем детям хватало курицы, и тем детям, кто ест рыбу, была рыба. Все, спасибо. Спасибо. Конечно, это в первую очередь. Логичная упаковка. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Ну что, я думаю, давайте будем подводить итог. Я понимаю, что мы не всех успели послушать, но у вас будет перерыв, можете вот также в режиме перерыва друг для друга презентовать ваши решения. На самом деле, коллеги, огромное спасибо вам за участие. Думаю, что получилось нагенерить очень много полезных вещей, о которых стоит задуматься, что-то даже взять в работу, почему бы и нет. Но самое главное, основная цель, которую мы сегодня преследуем. Основная цель наша заключалась в том, чтобы показать вам, что да, каждый из нас работает с определенными барьерами. Каждый из нас в своей профессии сталкивается с определенными трудностями. Но самое главное всегда помнить, для кого мы работаем. Работаем мы, конечно же, сейчас должно было быть очень эпично, работаем мы, конечно же, прежде всего для людей. И если даже мы предусмотрели благую цель, отремонтировали парк, сделали его вот таким вот красивым, и вот здесь мы соорудили вот такую клумбу, мы забыли о главном, о том, что люди привыкли ходить здесь прямо. Спасибо большое. Спасибо огромное. На этом все. Дальше идет по регламенту. Спасибо большое. Коллеги, как бы по программе у нас предусмотрена кофе-пауза немножко раньше. Ну, я думаю, не будем нарушать. И сейчас кофе-пауза. 112 кабинет. Это по дороге в раздевалку. Там, правда, номера кабинета нет, поменяли двери новые у нас. По дороге в раздевалку там, наверное, открыто. Можно я еще буквально одно 10 минут? 10 минут? Коллеги, просьба. Можно вернуть на марки? Они нам очень сильно нужны. Также сегодня мы сделаем небольшой фотоотчет. Если кто-то хочет посмотреть на себя, как он работал в группах, группа в социальной сети ВКонтакте, Центр информационных технологий. Обязательно вступайте в группу, у нас много полезной информации о нас, ну и также можете посмотреть сегодняшние фотографии. Можно или... Да, сейчас. Вопрос. Потом презентация, получается, где-то будет... Кстати, конференции можно больше Значит, у нас видеозапись идет.
видео можно посмотреть на сайте Криро в видеозале. А саму презентацию? Саму презентацию, значит, с любого компьютера, обмен для слушателей. Там есть папка форум 2019, можно зайти в На сайте сосед... конференции, да? Да, на сайте нет. На сайте конференции тоже будет выложено, но попозже. А сейчас можно вот в 102 кабинет пройти и там с компьютера скинуть. Обмен для слушателей или папку форум 2019. У тебя на сайте, да? Диман, останови. Нам нужны для наших детей, нам пришли на обучение.
сохранение
уже не успеешь. Да, конечно. Там я выключил. Она очень. Коллеги, продолжаем нашу работу. Вот подошел у нас еще один эксперт, Наталья Николаевна Новикова. Поэтому, если будут у кого-то вопросы, к экспертам можно обращаться. Они ответят на любой ваш вопрос, касающийся цифровых образовательных технологий. Итак, у нас на повестке дня вопрос региональный проект «Цифровая образовательная среда». К сожалению, Виктория Александровна выехала в качестве делегации вместе с делегацией в Томск, о которой говорил, о которой здесь уже говорили. Поэтому Евгений Евгеньевич Микишев, заместитель начальника отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования и науки Республики Коми. Не скачался? Вас нет программы для открытия PDF-файлов. В качестве презентации. Уважаемые участники площадки, всем добрый день. Мы надеемся, что вам очень понравился проведенный представителями Центра информационных технологий и администрации главы тренинг по дизайну мышлению. Надеемся, что вы будете применять эти методики и в повседневной жизни, и в своей профессиональной деятельности. Все проекты в целом, которые реализуются по линии информатизации и цифровизации образования в Республике Коми, они в той или иной степени задействуют, в частности, те самые методики дизайна мышления. Один из самых ярких примеров – это вот в последнее время активно набирающий функционал портал дети11.рф. Сам мой доклад связан с реализацией в Республике Коми регионального проекта «Цифровая образовательная среда». К сожалению, презентацию смогу показывать только так, как листая, в силу некоторых технических ограничений. Основной задачей проекта
который реализуется в Республике Коми уже с 2018 года и является по своему содержанию региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования, является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценностей к саморазвитию обучающихся путем обновления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой федеральной платформы. В ноябре прошлого года и в июле-августе текущего года Республика Коми вошла в число субъектов Российской Федерации, получателей федеральных субсидий в рамках проекта на внедрение в регионе целевой модели цифровой образовательной среды и создание детских центров IT-творчества IT-Куб. Общий размер федеральных субсидий на 2019-2022 годы, привлеченных в рамках проекта, составил почти 800 миллионов рублей. Из них на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды свыше 700 миллионов рублей. По соглашениям с Министерством просвещения Российской Федерации в течение 2019-2022 годов современное цифровое оборудование получат 337 общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики Коми. Будет создана региональная сеть из 4 центров цифрового образования детей IT-клуб в городе Сыктывкар, Сыктывдинском, Усть-Куломском районах и в городе Усинск. В 2019 году Центр IT-Куб создан на базе Республиканского центра дополнительного образования детей. Основные лаборатории, которые предлагаются к созданию в рамках таких центров, отражены на слайде. В целом, создание сети центров цифрового образования детей позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития. Сегодня в рамках работы нашей площадки пройдет презентация Центра IT-Куб города Сыктывкара. На следующем слайде представлен перечень образовательных организаций, в которых в 2019 году будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в рамках реализации регионального проекта. Сам перечень организаций согласован с федеральным оператором проекта. Уже начиная со следующего года, в 2020-2022 году, внедрение целевой модели цифровой образовательной среды планируется во всех профессиональных образовательных организациях региона и в общеобразовательных организациях всех муниципальных образований республики. На 2020 год остается завершение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в отдельных общеобразовательных организациях Усинска, Ижемского, Усть-Куломского, Кайгородского, Сысольского и Кутузовского района. В целях реализации мероприятий проекта «Цифровая образовательная среда» правительством Республики Коми принята концепция внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Коми в 2019-2022 годах. Она утверждена распоряжением правительства Республики Коми номер 448-Р. Согласно принятой концепции, в рамках реализации мероприятий регионального проекта предполагается осуществление цифровой трансформации региональной системы образования. Иными словами, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере образования направлено на автоматизацию процессов государственного управления в сфере образования и управления образовательными организациями, а также на автоматизацию и повышение эффективности государственных и муниципальных услуг. Как раз таки основана на принципах дизайн-мышления. В ходе цифровой трансформации региональной системы образования предполагается инжиниринг и оптимизация процессов деятельности регионального и муниципальных органов управления образованием и непосредственно образовательных организаций. Основные принципы цифровой трансформации региональной системы образования представлены на слайде и те мероприятия, которые необходимы для ее осуществления. Основными из них являются, безусловно, модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях. Это ключевое и самое необходимое условие.
Она подразумевает модернизацию средств вычислительной техники, приобретение, внедрение специализированных программных продуктов, закупку презентационного оборудования, обеспечение образовательных организаций стабильным высокоскоростным доступом к сети интернет. Модернизация инфраструктуры позволит решить не только вопросы возможности внедрения современных цифровых решений, но и обеспечить доступ обучающихся сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, создаваемому как на уровне региона, на уровне отдельных муниципальных образований и на уровне Российской Федерации. Еще одним немаловажным условием для осуществления мероприятий по цифровой трансформации и внедрения целевой модели цифровой образовательной среды является поэтапное повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей образовательных организаций и сотрудников образовательных организаций, в частности, по формированию цифровой культуры. Несколько детальнее остановлюсь на вопросах, как раз таки связанных с инфраструктурой в образовательных организациях в рамках проекта. Как я уже сказал, внедрение целевой модели в 2019 году включает в себя приобретение и поставку вычислительной техники, программное обеспечение и презентационного оборудования. На слайде представлен соответствующий краткий инфраструктурный лист из расчета на одну образовательную организацию. Стоимость комплекта оборудования варьируется в пределах 2 миллионов рублей. Инфраструктурный лист согласован с федеральным оператором. Те организации, которые вошли в число получателей оборудования в 2019 году, получат его именно исходя из этого инфраструктурного листа. Вторая составляющая модернизации инфраструктуры связана с обеспечением образовательных организаций высокоскоростным доступом к сети интернет в городах на скорости 100 мегабит в секунду и в сельских населенных пунктах на скорости 50 мегабит в секунду. Ну и также мы прекрасно понимаем, что это влечет за собой обязательное создание в зданиях образовательных организаций структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей. Подробнее по этому направлению работы в ходе нашей площадки расскажет представитель администрации главы Республики Коми, поскольку эти мероприятия завязаны на реализации национальной программы «Цифровая экономика». На сегодняшний день мы уже подходим к завершающим стадиям работы в рамках регионального проекта в 2019 году. К сожалению, наиболее ощутимые его результаты предусмотрены планом мероприятий именно на завершение года, октябрь, ноябрь, декабрь. В частности, сейчас продолжается работа над выполнением пунктов 4, 5, 6 плана. Именно в октябре мы ожидаем завершения поставок оборудования, а также выполнения работ по подключению к сети интернет-образовательных организаций первого этапа плана по подключению социально значимых объектов. В октябре Коми Республиканский институт развития образования начинает работу над разработкой программы и проведением курсов повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в области современных цифровых технологий. В соответствии с метод-рекомендациями, которые утверждены Министерством просвещения Российской Федерации, в структуру программы войдет рассмотрение таких вопросов, как обработка больших данных, применение технологий виртуальной дополненной реальности, использование технологий искусственного интеллекта, информационные угрозы и основы информационной безопасности, информационная образовательная инфраструктура, информационная кибергигиена. Непосредственно обучение педагогических работников будет проходить в период с октября по декабрь 2019 года. Еще одним мероприятием, достаточно значимым, реализация которого осуществляется в рамках регионального проекта, является работа по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, их официальных сайтов. Минпросвещения России совместно с Минкомсвязи России уже подготовлены соответствующие методические рекомендации, а также принят регламент информационного взаимодействия пользователей с информационной системой ГосВеб.
Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации получат возможность создания официальных сайтов с использованием единого технического решения. На уровне региона будет назначен региональный администратор, который и будет отвечать за осуществление взаимодействия с этой информационной системой и с отраслью. В завершающей части своего доклада предлагаю обратить внимание на ключевые показатели регионального проекта. Ряд показателей связаны с использованием разрабатываемой на федеральном уровне федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Предоставление доступа к ней образовательным организациям Республики Коми мы ожидаем не позднее ноября 2019 года. Я кратко и емко постарался описать основные моменты, которые вошли в региональный проект. Сам и региональный проект, и федеральный проект, они существенно шире, они содержат в себе больше мероприятий, но по состоянию на сейчас самыми актуальными для нас являются именно эти. Я благодарю вас за внимание. Если остались какие-то вопросы, я готов на них ответить. Целевая модель, она что подразумевает? Буквально несколько позиций. Да, значит, по целевой модели я сейчас не стану перечислять позиции по одной единственной причине. Она еще проходит, вернее, нормативный правовой акт об ее утверждении еще проходит процедуру регистрации, и где-то в ближайшее время мы уже ожидаем его официальное опубликование, вернее, не опубликование, а официальное направление. Почему не опубликование? Потому что этот приказ Минпросвещения России выйдет с пометкой для служебного пользования. Мы, как только его получим, сразу же направим во все органы управления образованием и образовательные организации. По состоянию на сейчас, под внедрением целевой модели цифровой образовательной среды, реально реализуются мероприятия по поставке, закупке оборудования. Вместе с этим само оборудование призвано решить множество задач. Собственно, мы ожидаем в этом документе подробное детальное описание. Евгений Евгеньевич, где-то опубликован список учреждений, которые, 11 учреждений, которые пришли на 19 год? Там 12 учреждений. Сами учреждения, во-первых, проинформированы об этом. Во-вторых, на сайте министерства это неоднократно публиковалось. В-третьих, вот это распоряжение 448-р, приложение к нему, это те самые перечни, которые сформированы на 2019 год, на 2020-2021 год и на 2022 год. Оно в открытом доступе на портале Акоми, можно без проблем с ним ознакомиться. Можно с микрофоном, да, чтобы я услышал. Вот сейчас набирает обороты точка роста. Так. Там надо переоборудовать кабинеты. Так. Там покраска. 4 год, да? Здесь я типа какие-то вот на начальном этапе, что нам нужно в школе производить. Если речь идет про IT-куб, то здесь все сложнее, чем даже с точками роста, и тоже существует единый и фирменный стиль, и брендбук, и дизайн-проект должен быть разработан, и предполагается полное приведение всех помещений под IT-куб в соответствии с брендбуком и утвержденным, согласованным с федеральным оператором дизайн-проектом. Это если говорить об IT-кубе. По точкам роста примерно аналогичная ситуация, для них тоже существует дизайн-проект, однако по именно цифровой образовательной среде на федеральном уровне, насколько знаем мы, нет единого дизайна, вернее единого брендбука, нет никаких рекомендованных материалов по оформлению и в принципе не планируются. Поэтому те помещения, в которых будет размещаться оборудование, в рамках поставок, в принципе, могут оставаться в том же виде, в котором они есть.
но мы все равно должны понимать, что оборудование приходит современное, и мы должны понимать, что соответствующие требования к инфраструктуре помещения предъявляются. Оно должно быть оборудовано необходимыми элементами локальной вычислительной сети, структурированных кабельных систем, элементами электропитания, столами и всем прочим. То есть эти вещи подготовительные, да, необходимо выполнить образовательной организации. Вопросов нет, да? Спасибо, Евгений Евгеньевич. Так, Кристина Андреевна немножко задерживается, поэтому мы переходим к следующему вопросу. Скатова Елена Павловна, руководитель Центра цифрового образования IT-КУП, расскажет нам о том, что это такое. Мы не только расскажем, мы еще и частично покажем, что это такое, и что это на сегодняшний момент уже есть. Елена, попробуй отсюда, вот, может, ты сядешь здесь, если не будешь что-то доставать. Мы представляем вашему вниманию мини-сайт. Сейчас мы его запустим, и вашему вниманию будет представлена ссылочка, по которой можно пройти с вашего мобильного устройства телефона и просмотреть версию нашей презентации уже сидя и смотря в свой мобильный телефон. Вот эта ссылка, набираем в любой поисковой системе, да, в которой вы работаете, и наблюдаете, слушаете, наблюдаете уже с мобильных телефонов. Итак, здравствуйте, уважаемые участники форума. Мы представляем вам Центр цифрового образования детей IT-КУП. Это федеральный проект, который мы реализуем в Республике Коми, пока в городе Сыктывкар. В планах до 2024 года открыть филиалы, так же как филиалы Панториума. Что же у нас есть на сегодня и что же вообще из себя представляет данный центр? Основная цель является погружение детей в область программирования. В настоящее время реализуется несколько языков программирования, немножко скажу о них подробнее позднее. Также погружение детей в проектную деятельность. И самое главное, это формирование у детей какого-то начального инженерного мышления. Через те направления, которые мы реализуем в нашем центре, мы пытаемся все это реализовать. Итак, какие же направления на сегодня? Мы уже ведем образовательный процесс. 16 сентября у нас уже начались занятия. Какие же направления мы реализуем? Мы реализуем 5 направлений, хотя в федеральном проекте прописаны 7 направлений. Мы объединили 2 направления. Почему мы это сделали? Все программы в нашем центре имеют очень большой объем часов. Все программы у нас, педагоги и те, кто имеет отношение к школе, меня поймут, 216 часов – это годовая нагрузка по каждому направлению. Рекомендуемая нагрузка по часам федеральным проектом – это 144 часа. Если говорить про, например, те направления, которые мы объединили, мы объединили на 4 направления. Разработка виртуальной дополненной реальности – это одно из основных направлений, которые мы должны обязательно реализовать. Дальше, основа программирования на языке Python при поддержке Яндекс.Лицея – это то направление, которое является обязательным, так же, как разработка мобильных приложений на языке Java при поддержке партнера IT-школы Samsung. Это 3 направления, которые мы должны реализовать в обязательном порядке. И остальные там 4 направления, которые мы могли бы выбрать, но мы решили, что мы их объединим, и у нас будут большие направления с большим количеством часов. Это отдельное направление было программирование роботов, там дети изучают C, подобные языки C++, работают над разработкой и проектированием роботов. У нас на реализацию данного направления закуплено 4 вида разных конструкторов. То есть ребенок, изучая основу программирования на C, подобных языках, он разрабатывает вначале, продумывает, что у него будет за устройство, а затем уже реализуя, пишет под него программу. Для того, чтобы детям дать основу программирования, необходимо показать и научить их вообще тому, что же такое программирование, как создается программа и какие есть нюансы. Поэтому основа алгоритмики и логики – это
программа, которая вообще всего 34 часа. Мы ее включили как первый модуль большого направления, и мы эти два направления объединили. То есть дети через алгоритмику понимают, что такое программирование, да, многие, наверное, знают, что такое алгоритмика, да, там принцип построения программы очень простой. И вот сейчас уже у нас этап завершается, знакомство детей с алгоритмикой, и они уже переходят к программированию на C++. То есть эти два направления мы объединили, увеличив количество часов у нас количество часов 216. Хотя изначально это было 34 основы алгоритмики и 144 программирования роботов. Получилась большая, хорошая, комплексная программа, очень интересная, как нам кажется. И еще два направления тоже мы объединили. Аргументировали, конечно же, все это на уровне фонда, который предъявляет требования к содержанию программ. Это системное администрирование, кибергигиена. На наш взгляд, нельзя рассмотреть, например, устройство компьютера, устройство сети разного уровня без способов защиты от различного вида, там, работы с различного рода информацией и защищая различными способами. Тем более программа по кибергигиене, она тоже небольшая, 64 часа. По системному администрированию 144 часа. Поэтому мы также решили, что мы комплексно дадим детям знания в данном направлении. Тоже эти два направления объединили. Итак, в нашем центре реализуется 5 этих основных направлений. Для того, чтобы реализовать, конечно, уже сказали, что у нас закуплено оборудование, практически 100% оборудования уже пришло. То есть мы реализуем данное направление на том оборудовании, которое рекомендовано фондом. Также, например, у IT-школы Samsung есть тоже определенные требования даже к планшетам, которые мы закупили. Поэтому мы уже ведем образовательный процесс на том оборудовании, которое к нам, которое должно быть. Для того, чтобы все это реализовать, конечно, нам нужны были педагоги. Вот отбор педагогов у нас производился, наверное, с марта месяца. Мы уже подбирали тех людей, кто сможет помочь нам организовать образовательный процесс. Требования к педагогам на самом деле очень строгие, потому что мало того, что это должен быть педагог со знанием языков программирования, у него должен быть инженерный склад ума, еще хорошо, если есть педагогическое образование. Вы меня понимаете, да, что все вот хотя бы эти 3 компонента в одном человеке, это сложно найти, подобрать. Поэтому отбор мы вели до самого последнего момента. Вот сейчас как раз перед вами те, я не знаю, уникальные, наверное, люди, которые помогают нам реализовать наш проект. Я могу озвучить фамилии по направлениям. Направление системное администрирование и кибергигиены. Это Ананя Николай Иванович и Ананя Дмитрий Иванович. Это специалисты именно в области системного администрирования, большой опыт работы и знания данной области. Уникальный у нас есть педагог, это Мишарин Никита Дмитриевич, который прошел отбор в Яндекс.Лицее и IT-школы Samsung. Эти два направления являются основными, и педагоги должны пройти, во-первых, отбор, во-вторых, обучение именно у данных партнеров. Единственный человек в этом году, кто смог пройти отбор и пройти обучение, это педагог, который пришел к нам с лицея, не буду говорить какого. Именно на эти два направления он помогает нам реализовать сразу два направления. И успешно, чтобы попасть детям, например, нужно пройти двухэтапное тестирование, двухэтапный отбор. Мы вместе все это организовали, сделали, и вот у нас педагог уже ведет тоже его направление. Вчера были первые занятия по Яндекс.Лицею у нас, кстати. Далее, следующее направление – разработка VR-AR-приложений. Очень интересное направление. Когда я пришла не на занятия, а просто посмотреть, что же из себя будет представлять данное направление, сказала, можно я буду у вас первой. Потому что это не просто дети надели очки, уже работают с готовым приложением, да, а они его разрабатывают. Причем здесь не только виртуальная реальность, но еще и дополненная реальность. И у нас есть оборудование для этого, что самое, наверное, хорошее и положительное. Педагоги – это Конов Андрей Борисович, многие его, наверное, знают, слышали, да, о нем. И молодой совсем педагог – это Шоль Елизавета Александровна, молодой, но очень перспективный педагог, который, вы знаете, очень такой хороший тандем получился. У Андрея Борисовича огромный опыт работы, а у Елизаветы много знаний, желаний, стремления показать и поделиться всем этим, да, наверное. И вот они вдвоем друг друга очень хорошо дополняют. И Андрей Борисович даже многому учится у Елизаветы Александровны и этого не скрывает.
Следующее направление – это основа программирования на языке Python. К нам пришел Нишибаев Геннадий Ергешевич и Горьев Александр Викторович. Александр Викторович, Нишибаева Геннадия Ергешевича тоже, наверное, многие знают, слышали о нем. И Горьев Александр Викторович, это тоже молодой специалист, пришел к нам после института, закончил физика, какое-то отделение, связанное с физикой, это я скажу точно, потому что ему вообще знание языков программирования не требовалось в процессе обучения. Ему потребовалось их изучить, когда он разработал свой проект, и нужно было этот проект воплотить в жизнь. Это дипломная работа была. То есть пришлось самостоятельно изучать языки программирования для того, чтобы защитить свой дипломный проект. Вот это для нас было важно, что он способен к самообразованию, у него инженерный склад ума, да, и у него есть стремление делиться своим опытом, своими знаниями, хотя опыта работы пока нет. Но вот на сейчас уже вот практически месяц, почти месяц отработали, вы знаете, результаты хорошие, детям очень нравится, тем более мы пока сопровождаем всех педагогов, я и методисты, мы сопровождаем, помогаем педагогам выявить какие-то проблемы, ошибки, пока все хорошо. И по разработке мобильных приложений у нас Дронова Ангелина Сергеевна как раз нам помогает мне сейчас. Специалист, который знает много различных языков программирования, работала здесь в КРИРО. Я понимаю, что, наверное, мы вот тем, что мы очень хороших специалистов к себе притянули, какие-то, наверное, где-то что-то стало хуже работать, не знаю. Ну да, но перспектива, да. Вот. Но нам специалисты эти нужны, и также пришел к нам на очень сложное, очень серьезное направление программирования роботов, основы алгоритмики, логики, Scratch, это Дронов Александр Михайлович. Вот это тот педагогический состав, который на сегодня у нас работает. То есть у нас есть педагоги, у кого есть педагогическое образование, у всех 100% есть знания, именно связанные с тем направлением, которое они реализуют, и самое главное, инженерный склад ума и стремление обучать. Итак, какие же направления и с какого возраста к нам могут зайти дети? Здесь есть требования. По федеральному проекту к нам должны заходить дети в идеале с 12 лет, с 12 до 18 лет. Но так как мы пытаемся выстроить индивидуальный маршрут для каждого ребенка, то мы на два направления возраст немножко снизили. Это Scratch, программирование роботов, и виртуальную дополненную реальность. Почему мы это сделали? Мы хотим, чтобы ребенок успел пройти все наши 5 направлений. Пока эти направления годичные, не только основу программирования на языке Python, это двухгодичная программа, основу программирования и промышленное программирование. Мы хотим, чтобы дети к нам немножко помладше зашли, но успели до окончания школы понять, чего же они хотят в этой жизни, какой язык программирования нравится больше и какая сфера все-таки для них, где они могут себя в дальнейшем реализовать. Поэтому возраст немножко сократили. И есть требования, например, по IT-школе Samsung, они берут, мы берем на это направление только детей, начиная с 14 лет, но Java, разработка мобильных приложений, наш базовый уровень, туда мы берем детей с 12 лет. То есть мы для себя берем помладше детей, например, 13-летний ребенок приходит, изучает основы программирования на языке Java, и затем на следующий год он может поступить уже в IT-школу Samsung. То есть мы даем возможность детям подготовиться к поступлению в IT-школу Samsung или в Яндекс.Лицей, тем, что мы немножко возрастные нормы подсократили, понизили, так скажем. Если говорить подробно про, например, Яндекс.Лицей, то что это за программа, что она дает и какие перспективы для ребенка выстраиваются. На данное направление именно в Яндекс.Лицей могут поступить дети в 8-9 классах. К сожалению, если ребенок учится в 7 классе или в 10 классе, то ему не рекомендовано обучение на данном направлении. Яндекс.Лицей, многие знают, они отслеживают эту информацию, и многие дети вот сейчас даже, проходя отбор, были отсеяны. Отбор в Яндекс.Лицей также двухэтапный. Первый этап заочный, ребенок самостоятельно проходит отборочный тур, знания, по-моему, там просто информатики и логическое мышление.
По Яндекс.Лицею знаний основ программирования не требуется. Но на очном этапе, когда ребенок уже приходит к нам на нашу площадку, мы все-таки пытаемся выявить первоначальные какие-то базовые знания детей вообще о том, что же такое программирование, чтобы ребенок понимал, куда он идет, для чего он идет, потому что многие не понимают, что такое программирование и для чего оно необходимо. Очный этап проходил у нас на нашей площадке, и из почти 100 детей заявились на данное направление, к нам пришло 24 ребенка, то есть 2 группы, по 12 человек прошли этот этап. Есть еще одна группа, IT-школа, IT-академия, там одна группа 12 человек, но разница в том, что у нас все программы 216 часов, так как мы включили во все программы проектную деятельность. Там программа стандартная, 144 часа. То есть те родители, те дети, кто понимают необходимость проектной деятельности сегодня в нашей жизни, они, конечно, идут к нам. Следующая презентация – это IT-школа Samsung. Здесь требования жесткие по возрасту, а не по классу. То есть дети 13 лет на данное направление пройти не могут. Также проходит отбор двухэтапный, также заочное тестирование и очное тестирование на нашей базе. Здесь разница в том, что дети уже проявляют свои первоначальные знания. Программирование на языке у них в этом году был Pascal и C++. То есть ребенок выполнял задачи, уже используя знания этих языков программирования. Тоже отсев был очень большой. Здесь было, по-моему, 110 человек заявлено. И прошли у нас 3 группы по 12 человек, 36 человек. Но одну группу мы набрали детей, у кого практически знания, если брать по 10-бальной шкале, то примерно 2 балла ребенок набрал, и мы взяли вот в эту программу практически базового уровня. Если это про тех партнеров, которые есть на 2 наших направлениях. Что же отличает наши программы от существующих уже программ? Особенности организации образовательного процесса. То, о чем я вам пытаюсь сегодня сказать, это количество часов, отведенное на реализацию каждой программы. Содержание каждой программы, вот следующий пункт, окончание изучения защиты проекта, они между собой, эти 2 пункта, очень связаны, потому что то количество часов, которые мы добавили к содержанию программы, это именно проектная деятельность. То есть по окончании программы защита вашего проекта. Проект может быть групповой, индивидуальный, парный, в зависимости от того, наверное, зависит от самих детей, да, то есть на что ребенок, к чему ребенок пришел, и все-таки какого уровня сложности будет этот проект. Но защита проектов обязательно. На родительских собраниях и детям мы говорим, что так как в школах у нас есть проектная деятельность, то данный учебный курс мы берем на себя и помогаем детям выполнить тот проект, который требуется в рамках школьной программы. Причем мы уже договорились со школами, те школы, те образовательные организации, из которых массово к нам дети зашли, мы уже договорились, что на защиту проекта представители школ к нам придут, и при защите будет засчитываться защита этого проекта на уровне в рамках школьного курса. То есть двойную нагрузку мы с детей снимаем данным образом. И что позволяет, что помогает, что дает это ребенку. Ребенок, наверное, в большей степени профориентируется, да, он понимает, что это такое и куда я дальше пойду. Я думаю, что вы все следите за развитием нашего цифрового образования, вообще образования в целом, и за требованиями, которые сейчас предъявляют в настоящее время к специалистам. Ведь сейчас даже медик должен не просто быть медиком, да, он должен владеть основами работы с компьютерной техникой, и хорошо, если он еще и знает программирование, потому что очень большое количество оборудования сейчас требует какой-то доработки, да, и хорошо, если это какой-то кусочек, какая-то небольшая программа, которая написана самим медиком уже. Вот учитывая все это, мы и ушли просто от знаний языка. Да, мы можем дать просто язык, но мы хотим, чтобы ребенок понимал, где этот язык он может применить для разработки какого устройства, программы или мобильного приложения. И, профориентация я тоже сказала. Что мы еще реализуем в рамках нашего IT-куба? Вот сейчас осенью, на осенних каникулах у нас мы выиграли грант. Это также федеральный проект «Кампус молодежных инициатив». Это смена IT направление.
будет проходить, ну, пока мы думаем, что будет 7 лабораторий, связанных, например, с виртуальной реальностью, с 3D-моделированием, с программированием на разных языках, будет проходить на базе Кванториума. Это сейчас пока осенняя смена, и я надеюсь, что летом мы также подадим документы и сможем еще на лето тоже данный грант выиграть. Это летом у нас будут образовательные интенсивы в июне месяце, также будут задействованы и наши педагоги, и мы также часть наших направлений хотим там реализовать. И обязательно организация летней профильной смены, у нас будет именно IT-смена, уже знаем ее сроки, примерно тоже продумываем содержание, продумываем партнеров, кто нам сможет помочь в реализации всех видов отдыха, так скажем, да, и оздоровления детей. И хочется в заключение сказать про тех партнеров, которые мы в настоящее время уже имеем. То есть у каждого направления свой партнер. Это та фирма, та организация, которая курирует содержание программы. Каждый педагог проходит обучение у данных представителей, у данных партнеров. Например, ну понятно, что Яндекс.Лицей – это основа программирования на языке Python, IT-школа Samsung – это разработка мобильных приложений на языке Java. Крибрум, я уже говорила, что это системное администрирование кибергигиены. Как раз вот сейчас у нас со 2 октября начались дистанционные курсы для педагогов, и 19-20 они обучаются в Москве, в Сколково, чаще всего проходит обучение. Обучение для педагогов бесплатное, оплачивает фонд, а организация оплачивает, мы оплачиваем только проезд педагогов. То есть здесь тоже очень удобно, потому что фонд заинтересован обучить наших педагогов, помочь нам в этом. Поэтому каждый педагог, например, по системному администрированию педагоги у нас обучаются и обучились уже у Крипру и в ЦИСКО. Вот 19-20 числа у нас образовательная сессия. Ну и по алгоритмике также уже курсы были, педагог уже обучен. Работа очень интересная, потому что специфичная. Да? Мы понимаем востребованность данных направлений в современном информационном мире и ждем заинтересованных детей, родителей, вас. И, конечно же, нам интересно, если мы будем сотрудничать с нашими еще республиканскими партнерами. Спасибо большое за внимание. Ваши вопросы? Вопросов нет, все понятно. Набор детей идет? Да, у нас, так как образовательный процесс начали мы с 16 сентября, у нас официально еще идет набор, и места есть частично в группах. Да, поэтому, конечно, можно подойти. Информацию, номер телефона 402-368. Находимся мы по адресу Ленина, 74, Дом дружбы народов, 3-й этаж, Кванториум, и будем располагаться там же, пока у нас занятия проходят на базе Кванториума, а будет просто другое крыло, где сейчас идет ремонт, и мы надеемся, в ноябре месяце уже зайдем в наше крыло. Это дополнительное образование, то есть после сертификата дополнительное образование? Да, бесплатное образование на основе сертификата. Не снимаются денежные средства ни с сертификата, не доплачивают ничего родители, просто как услуга сертификата, да. С районов, понимаете, у нас программа рассчитана, смотря какой район. Если это Выльгар, то мы возьмем. Потому что программа рассчитана на изучение 6 часов в неделю, 2 раза занятия по 3 часа. У нас есть выльгарские дети, ездят, у нас да, без проблем. Зеленец тоже ездит. Спасибо, Елена Павловна. Спасибо, да. А вы не планируете какую-нибудь программу, как для учителей? Нет, я вам скажу, что мы, например, у нас 10 или 11, вот не скажу, уже у нас Андрей Борисович Конов, он входит в метод объединения учителей информатики. И вот сейчас будет у нас метод совет, или как метод объединения учителей информатики, и у нас 2 педагога туда заходят. Мы зачем это делаем? Мы хотим, чтобы школьные программы по информатике соответствовали тем требованиям, которые сейчас есть. И чтобы включили, например, не язык, ну не Паскаль, да, например, а Python, да, Python. И мы хотим предложить свою помощь, то есть организовать небольшие курсы повышения квалификации для педагогов, для учителей информатики, помочь им в данном направлении, чтобы к нам дети шли уже хотя бы с какими-то первоначальными знаниями. А только для учителей информатики, для остальных? А для кого вы еще хотите? Математики, например. Математики? Почему нет? Нет, очень хорошо. Давайте официальный запрос
и без проблем. То есть мы рады сотрудничать. Мы просто вот те сферы, которые мы могли бы на сегодня для себя уже выявить, где мы нужны, мы уже там есть. Поэтому, пожалуйста, без проблем. Спасибо. Коллеги, следующее выступление проходит Павел Евгеньевич, директор по развитию компании «Новый диск». Цифровой образовательный контент как один из основных элементов цифровой образовательной среды. Коллеги, все материалы мы сбросим в папку. Ну, во-первых, они будут выложены на сайте форума в нашей площадке. И в том числе в папке «Обмен для слушателей» в институте. С любого компьютера в библиотеку можно будет подойти. Обмен для слушателей, там есть папочка «Форум 2019». Материалы будут там в презентации. Добрый день, уважаемые коллеги. Но для начала, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за то, что у меня есть такая возможность выступить вам и рассказать о том, что мы делаем. И хочу поздравить вас также с наступающим праздником, с Днем Учителя. Пожелать вам любознательных учеников, понимающих родителей и все то, что сейчас происходит в рамках нацпроекта образования, чтобы все это давалось легко, приносило большую пользу. Я недавно с вами поздоровался и сказал, что здравствуйте, уважаемые коллеги, действительно я ваш коллега, начинал свою работу со школьной ступени, затем работал в системе повышения квалификации, затем в Министерстве регионального образования, потом более 10 лет в регионе, в Камчатском крае, занимался информатизацией образования. И вот с 2018 года я работаю в компании «Новый диск» директором по развитию. Чем занимается компания? Значит, первое – это информационная система управления в сфере образования вместе с нашим партнером компанией РТФ, с которой вы все наверняка знакомы. Система электронного образования Республики Коми как раз построена на решениях компании РТФ. Мы с начала 90-х годов прошлого века, даже можно так сказать, да, занимаемся цифровым образовательным контентом, то есть мы одна из таких компаний серьезных, масштабных, которые занимаются этим направлением. Ну и мы также активно участвуем в реализации различных проектов региональных, федеральных, в том числе сейчас активно участвуем в реализации нацпроекта образования по цифровой образовательной среде, точки роста, центры опережающей профессиональной подготовки и так далее. То есть это наше направление деятельности разные, абсолютно. Но сегодня я с вами хочу поговорить о цифровом образовательном контенте. Значит, и какое его место в современной школе, в цифровой образовательной среде. Значит, ну, что из себя представляет цифровая образовательная среда? Значит, в первую очередь это те самые информационные системы управления, которые являются ядром цифровой образовательной среды. Значит, в вашем случае это система электронного образования. Сейчас большая роль цифрового образовательного контента, который должен работать уже в составе внутри информационной системы управления. Ну и оборудование средств обучения, конечно же, это то, что нам помогает работать. То есть это то, что обеспечивает работу в цифровой образовательной среде. Значит, что касается роли цифрового образовательного контента, то есть вот, цифровизация образования, или до этого мы называли информатизация образования, да, до 2018 года было реализовано ряд крупномасштабных проектов федерального уровня. Я считаю, что информатизация образования вообще началась с подключения школ к интернету в рамках нацпроекта образования прошлого этапа. Ну и основные приоритеты до 2018 года были у нас это создание и внедрение информационных систем для управления сферой образования, это развитие систем дистанционного обучения, ну и по контенту, если говорить, это создание просто общедоступного контента. То есть контент есть, он размещен, пожалуйста, пользуйтесь. Значит, в рамках нового нацпроекта, конкретно в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», парадигма поменялась, да, немножко, ну даже не немножко, я бы сказал. Значит, что здесь говорится, о чем, какие приоритеты ставятся в рамках этого проекта? Это управление системой образования на основе анализа данных. То есть это не только на уровне федеральном, на уровне региона, но и на уровне конкретной школы, конкретного класса, конкретного ученика. И именно здесь
речь идет уже об индивидуализации образования, и здесь именно должен учителю помочь как раз цифровой образовательный контент, который может как раз накоплять вот эти данные, да, и их анализировать и выдавать какие-то рекомендации, какие-то решения для учителя. Значит, требования цифрового образовательного контента какие? В левом столбике вы видите то, что изложено в нас в проекте, да, в цифровой образовательной среде. Это контент должен быть атомизированным, то есть его можно делить на части, должны быть образовательные модули, должен формироваться индивидуальный трек, коллаборации, коммуникации, геймификации и так далее. Да? Значит, что мы какие дополнительно добавляем требования? Значит, контент должен быть удобным для пользователя, значит, он должен быть разработан профессионалами. Далее, что должен быть удобный конструктор уроков, который позволяет с этим контентом работать и делать его таким, представить в таком виде, который удобен конкретному учителю для конкретных учеников. И еще одно, что мы считаем, что контент должен быть интегрирован непосредственно в ту систему, в которой работают все пользователи системы образования, то есть учителя, родители, дети и так далее. Вот так выглядит в нашем представлении региональная экосистема цифровой образовательной среды. То есть в центре вы видите ядро, в случае Республики Коми это будет как раз система электронного образования, на которую нанизаны те модули, которые необходимы именно региону. Это зачисление ее услуги, да, это электронный дневник, электронный журнал город образования, мониторинг системы образования, оценка качества образования МСОКа и так далее. Здесь же внутри должен находиться контент с конструктором уроков и дополнительные модули, любые все должны сюда подключаться. Все это должно быть интегрировано в федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. И администрация, родители, педагог, ученик, то есть все стейкхолдеры, как говорится, с этой системой работают с авторизацией VSE, с любых устройств. Значит, сегодня подобные решения внедрены в 28 регионах Российской Федерации. То есть, в принципе, Республика Коми и эти регионы на сегодняшний день, на наш взгляд, это, наверное, наиболее продвинутые регионы в части формирования как раз цифровой образовательной среды в этой парадигме. Значит, что мы предлагаем региону сегодня? Значит, у нас есть новый продукт «Цифровая школа». Он из себя представляет маркетплейс образовательного контента, систему анализа данных, и он интегрирован как раз с системой электронных дневников, электронных журналов компании Артек, сетевой город образования. Пару слов об этом расскажу. Значит, по поводу маркетплейса образовательного контента. Мы не стали ждать, когда будет маркетплейс федеральный, и мы понимаем, что на уровне федерального маркетплейса все те вещи, которые мы реализовали сейчас, реализовать не получится. Значит, как мы представляем собой маркетплейс и что у нас реализовано? Значит, есть индивидуально настраиваемый набор интерактивных образовательных продуктов от профессиональных издателей, так называемая библиотека. Значит, в отличие от сейчас очень много ресурсов, таких, которые представляют возможность выполнить определенные задания, да, то есть набор определенных заданий. В нашем случае мы представляем полный набор материалов, ориентируясь в первую очередь на учителя. То есть это методика проведения урока, это различные модули, такие мотивационные, изучение нового материала, тренировочный блок, контрольный блок, различные дополнительные материалы. Мы учли опыт различных проектов, в том числе Московская электронная школа, и разделили контент на 3 категории. Категория общая, в которой находится контент, который доступен всем, профессиональный контент, прошедший модерацию, экспертизу, и его нельзя изменить, он лежит в этой папке. Значит, если учитель хочет его себе скопировать и изменить, он сразу копируется в папку «Мои», и уже в папке «Мои» учитель может с этим делать все, что хочет. Значит, и есть папка еще «Моя школа», или она может называться «Мой регион», например, в которую попадают те ресурсы, которые должны быть видны на уровне определенном, на уровне школы, на уровне региона. Ну и, как я уже говорил, что есть возможность изменить. В основе тех ресурсов, которые лежат в библиотеке, лежит конструктор уроков.
конструктор уроков, которые в 2015 году делали для российской электронной школы. Конечно, это уже не тот конструктор, он уже доработан, изменен. Значит, и сегодня мы сами собираем на этом конструкторе контент, да, предлагаем другим участникам это делать, и в том числе предлагаем это делать педагогам. На облегченном варианте конструктора не надо там пользоваться всеми ресурсами, я сейчас визуально это тоже покажу. Значит, по поводу контента. Контент разнообразен по формату и содержанию. Здесь вот примеры на слайде, то есть это различные мотивационные блоки для вовлечения детей в работу, это предметные задания, это среды для познавательно-исследовательской и проектной деятельности, контрольные модули выполнены в виде игр квестов для закрепления и контроля знаний. В каждом уроке присутствуют обучающие ролики, небольшие, как правило, тренажеры в нескольких вариантах, интерактивные наглядные материалы и так далее. То есть задания разнообразные. Также можно подобрать задания под различные активности на уроке. То есть хотите проводить смешанное обучение, реализовывать технологии перевернутого класса, проводить дополнительные занятия, на самоподготовку заданий давать. То есть все это возможно сделать с помощью этого ресурса. Значит, кроме того, созданные уроки имеют адаптивный дизайн, то есть отображается корректно на любых устройствах от интерактивной доски до обычного смартфона. Значит, и у педагога есть возможность своего устройства управлять уроком, в том числе отображать на разных устройствах различные задания. Есть такая еще штука, как вариативная страница, которая позволяет, допустим, для каждого ученика делать свое отдельное задание. Значит, вот так выглядит конструктор уроков. Значит, сразу тоже обращу внимание, что все задания проходят модерацию, назначается метод ЭГИ уроков, привязка в первую очередь к КЭС идет, ну и дальше, исходя из этого, система анализирует выполнение заданий и показывает учителю, как ребенок выполняет задание. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выдавались еще рекомендации. Да, над какими заданиями надо поработать, какие задания еще можно использовать для того, чтобы закрепить эти навыки и так далее. Значит, конструктор, в принципе, визуально очень простой. Если человек умеет работать в офисе, то приблизительно 15-20 минут небольшого инструктажа хватает для того, чтобы начать работать в конструкторе. И имеется на сегодняшний день более 30 вариантов встроенных шаблонов непосредственно упражнений. То есть детализация идет не до уровня отдельных элементов, а даже до уровня отдельного упражнения. Можно взять упражнение и его переделать под те требования, которые вам нужны. Также педагог может добавлять и модифицировать любую информацию. То есть он может брать даже какие-то свои уже наработки, загружать внутрь конструктора и использовать их при модерации готового урока или при создании своего нового урока. Ну, как я сказал, что в ходе прохождения уроков накапливаются данные, которые надо обрабатывать. Есть два режима прохождения урока. Тренировочный режим, где нет никаких ограничений. И есть контрольный режим, где сняты все возможности подсказки, повторений и так далее. Кроме того, учитель может максимально сам регулировать параметры оценивания, ограничение количества попыток, сумму баллов за каждое задание и так далее. Система автоматически рассчитывает оценку по тем критериям, которые заложены в сетевом городе образования. Их тоже можно менять, насколько вы знаете. И выдает оценку, которую учитель должен либо подтвердить, либо может эту оценку исправить на свое усмотрение. Ну и само собой, вот, как я говорил, уже анализ. Да? Значит, данный контент непосредственно интегрирован в электронный дневник системы СГО, то есть электронное образование Республики Коми, тоже он там будет работать. Значит, из библиотеки идет назначение задания прямо в электронный журнал. Ученик открывает свой электронный дневник, видит на конкретную дату задание, нажимает ссылочку, задание ему открывается. Он это задание выполнил, решение стало доступно учителю. Учитель может посмотреть каждое задание, как ученик выполнял. То есть сколько времени потратил, попользовался подсказками или нет и так далее. Значит, ну и, соответственно, все средства электронного журнала, включая взаимодействие с родителями, здесь тоже задействуются. Значит,
по этой системе мы сейчас как раз предлагаем Республике Коми включиться в ее апробацию. Значит, из новых продуктов компании Новый Диск хочу вам тоже показать. Есть занимательный опыт у нас буквально в конце августа мы их пустили в продажу. Физика и химия, то есть это мы делаем совместно с одной из компаний московских, которая проводит такие шоу физически-химические. То есть опыты подобраны под школьную программу, но они увлекательные и то есть те опыты, которые по тем или иным причинам не выполняются. То есть, либо какие-то условия необходимы специальные, либо каких-то там реактивов или приборов не хватает. Но все это занимательно для детей, можно тоже с этим ознакомиться при желании. Значит, еще у нас есть интересный продукт системы повышения квалификации. Значит, данный продукт у нас сейчас уже второй год работает в Московской области, позволяет полностью автоматизировать систему повышения квалификации. Сейчас мы прорабатываем как раз вопрос интеграции с сетевым городом образования, чтобы все данные по учителям брались именно из сетевого города, и вся статистика по системе повышения квалификации также там аккумулировалась. И сегодня уже в системе разработано более 44 полноценных 144-часовых курсов, которые можно делить на модули, из них в том числе собирать любые дополнительные курсы. То есть, в принципе, не только система, но и наполнение системы есть. Ну и продукт, который мы выпустили на рынок вот совсем недавно, 16 сентября, значит, у нас состоялся официальный релиз, курс предшкольной подготовки «Стань школьником с робобориком». Значит, данный курс рассчитан на 34 недели обучения, то есть на учебный год для детей, которые на следующий год пойдут в школу. Значит, содержит 1500 интерактивных заданий, 100 роликов, 272 задания для формирования различных материалов. Но самое главное, он содержит все необходимые материалы для проведения уроков для педагогов. То есть там есть полностью методика, как проводить занятия с учетом соблюдения всех санпинов. То есть там не предполагается, что сели за компьютер, что-то сделали, да, то есть там и фронтальная работа, и работа с теми средствами обучения, которые стандартно есть там, в детском саду. И все это доступно в режиме онлайн, то есть в любой момент могут родители посмотреть, чем занимается их ребенок в данной системе, да, можно дома какие-то задания выполнять, то есть вариативность различная. Значит, данный курс мы как продаем, так и даем для него демо-доступ, то есть внизу там есть адрес электронной почты, по которому можно обратиться и получить демо-доступ к данному продукту. Кроме того, я вот сегодня по данному продукту буду проводить мастер-класс в соседней аудитории напротив в 14:30, если у нас ничего не поменяется, да, будет мастер-класс, на котором я подробно расскажу, покажу, мы все вместе зайдем, посмотрим, что это за ресурс и попробуем с ним поработать. Но, в принципе, вот вкратце все. Если есть вопросы, готов ответить. На слайде мои контакты, можно по ним также обращаться в любой момент времени. Смогу вас по всем этим моментам проконсультировать. Ну, надеюсь, что у нас получится с вами серьезное интересное взаимодействие. По крайней мере, вот на сегодняшний день электронные образовательные ресурсы, цифровые образовательные ресурсы – это то, что должно реально помочь изменить нашу работу в рамках образовательного процесса. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы? Коллеги, в ГИСЭО в закладочке обучения есть коллекция ресурсов. Там как раз интерактивные плакаты, это продукты вот нового диска. Там много демо-версий, но есть и рабочие. Посмотрите, может быть, по вашему предмету как раз подойдет. Спасибо большое за выступление. Павел Евгеньевич, хотела задать такой вопрос. Насколько вы учитывали тот материал, который представлен сейчас в российской электронной школе при создании контента? И насколько учитывались те учебники, которые перешли в федеральный перечень? То есть вот, когда учитель будет работать с вашим контентом, будет ли он видеть то содержание, которое на сегодняшний день требуется по нормативным документам и по программам?
Да, спасибо. Вопрос хороший и правильный. Ну, скажу, что, во-первых, компания «Новый диск» принимала активное создание в российской электронной школе. То есть там где-то, наверное, треть ресурсов, которые в российской электронной школе находятся на сегодняшний момент, это как раз ресурсы «Нового диска». Но по поводу того, что соответствуют наши ресурсы или не соответствуют тем программам, которые в школе реализуются. То есть мы ресурсы делаем таким образом, чтобы они подходили под любую образовательную программу. То есть мы не ориентируемся на какую-то определенную программу, а делаем так, чтобы подходили везде. То есть можно использовать с любой программой в любом образовательной организации. Спасибо большое. Еще один вопрос. Вы сказали, что в конструкторе уроков учитель может изменять, да, контент, добавлять. Какими вообще компетенциями должен обладать учитель в области ИКТ? То есть есть ли у него, как вы думаете, тот набор умений и знаний, чтобы работать в этом конструкторе? Или необходима подготовка? То есть вот насколько учитывается общий уровень педагога? Я презентацию, когда проводил, сказал, что достаточно владения навыками офисных технологий. То есть если учитель умеет работать в Word, работать с презентациями, то он сможет здесь работать в конструкторе. Буквально достаточно минут 15-20 инструктажа, и уже учитель начинает работать. Вообще я считаю, что учителя на сегодняшний день, если взять все сферы деятельности, это наиболее продвинутое с точки зрения ИКТ сообщество. Потому что я в свое время, еще в 2007 году, в Институте повышения квалификации в Камчатском крае как раз руководил Центром дистанционного обучения. Да, и я помню, как мы занимались вождением мыши. Да, но на сегодняшний день, конечно, то время и сегодня с учителями начали работать раньше всех. И сегодня, скажите, наверняка же каждый из вас с презентациями точно умеет работать. То есть презентации вы все делаете. Соответственно, 15-20 минут инструктажа, и вы сможете работать инструктором. То есть у вас есть внутренний инструктаж? Конечно, конечно, да? Конечно. Скажите, пожалуйста, сколько стоит пользоваться вашей платформой и как часто нужно оплачивать услуги? Смотрите, что касается платформы с конструктором уроков, на сегодняшний день этот продукт в апробации. Мы его еще пока не продаем, мы его будем выпускать отдельно по курсам, по предметам. Первый у нас релиз ожидается, это информатика для начальной школы, и английский язык, это первая ступень основной школы. Это мы будем где-то представлять в ноябре месяце. Вам, конечно, эту информацию тоже доведем. А в целом пользоваться цифровой школой и конструктором мы хотим дать возможность вам это в пилотном проекте поучаствовать. По стоимости продуктов отдельно пока сказать ничего не могу. Что касается ресурса для предшкольной подготовки, стать школьником с работориком, значит, там могу озвучить цены. Значит, стоимость для образовательной организации в год составляет 20 тысяч. Но там, еще раз говорю, все направления деятельности охвачены, полностью курс на весь год, со всей методикой, то есть бери и пользуйся. Спасибо. Спасибо. Так, следующий вопрос у нас Кристина Андреевна, да? Кристина Андреевна. Подключение образовательных организаций республики. Презентация. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, извиняюсь за опоздание, поскольку мой доклад должен был быть раньше, но, к сожалению, такие были обстоятельства, что просто в другом форуме тоже участвовала, там, без ГМП, буквально прибежала. Коротко
расскажу про наше участие в двух национальных проектах. Поближе. Поближе, хорошо. Это национальный проект «Цифровая образовательная среда» и национальный проект «Цифровая экономика». Я думаю, что про цифровую образовательную среду вы даже знаете больше, чем я. Есть задачи, да, листаем с вами. Есть задача цифровой образовательной среды. К 2024 году она должна быть внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях путем создания, приобретения оборудования для общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Во всех образовательных организациях к концу 2022 года должны быть изменены сайты. Сайты должны быть созданы как единый конструктор на платформе GosWeb. Сейчас в Республике Коми у нас есть один единственный сайт на платформе GosWeb, это сайт правительства. Поближе, это сайт правительства, который мы внедрили в прошлом году. Потом на платформе GosWeb можно зайти, посмотреть gov.komi.ru. Соответственно, в этом году мы доделываем несколько сайтов у органов исполнительной власти на GosWeb. В следующем году мы все органы власти переведем на GosWeb. И я думаю, потихонечку уже подойдем к конструктору, в том числе и для образовательных организаций, и для медицинских организаций, для всех, кому это нужно еще будет создать. К 2024 году на территории Республики Коми должно быть не менее одного центра цифрового образования IT-ГУП с охватом 400 детей. И также, конечно, все должны быть оснащены современной техникой, современным компьютерным оборудованием. Непосредственно в этой части мы принимаем активное участие с Центром информационных технологий. Мы являемся получателями средств национального проекта на закупку ноутбуков, копировально-печатающих устройств и интерактивных комплексов. В этом году, в 2019, видите, сколько было выделено средств, 23 миллиона рублей. Вот столько техники мы закупили. Вы видите, насколько сумма отличается в следующем году. Это уже 228 миллионов, да? Потом 414 миллионов, в 2022 году 88. То есть на эти суммы мы будем закупать технику и передавать вам в пользование. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» — это один из региональных проектов «Цифровая экономика». Он предполагает подключение к сети интернет всех и вся. Это и муниципальные учреждения, образовательное, здравоохранение, и пункты полиции, пункты Росгвардии, органы исполнительной власти. В принципе, вся социалка должна быть у нас подключена к широкополосному доступу в сеть интернет на очень больших скоростях. Непосредственно образовательные организации подключаются на скорости 100 мегабит в секунду в городах и 50 мегабит в секунду в сельской местности. Исполнитель контракта у нас ПАО «Ростелеком». Он был определен на основе конкурса, который проводило Министерство цифрового развития, федеральное министерство. У нас было целых 5 участников, которые готовы были построить такую обширную оптоволоконную сеть в республике. Победил у нас Ростелеком. На самом деле мы рады, да, что у нас победил Ростелеком, поскольку по опыту других субъектов, другие операторы, которые не имеют такой инфраструктуры, субъекты разветвленные, как у нас, по сути он у нас монополист. Ну, я не знаю, с чем они сейчас столкнутся и как они будут подключать, может быть, по мобильным каким-то сетям. У нас, по крайней мере, с вами мы спокойны, что у нас и контракт сильно не демпинганулся, да, у нас буквально там 6% отклонения от НЦК, и я думаю, что коллеги в сроки подключат все необходимые организации. Это должно произойти до конца 2021 года. То есть у нас активное подключение идет в этом году. В следующем году у нас будет подключена львиная доля всех учреждений. В 2021 год останется там уже небольшое такое количество. Вот у нас план подключения. У нас есть рабочая группа, которая создана у нас при администрации главы Республики Коми. Туда входят все представители учреждений, в том числе представители Министерства образования, которые централизованно за вас принимают решения, определяют, какие организации в какую очередь будут подключены. В этом году должно быть подключено 67 организаций, в 2020 году 91 организация, в 2021 109 организаций. У нас должно быть выполнено, мы подписали соответствующий план и отправили его в Министерство цифрового развития. Ростелеком уже начал все строить. Насколько я знаю, во всех муниципальных образованиях в этом году, по-моему, не во всех 17, Ростелеком зайдет уже и подключит до конца года ваши объекты. Какое от вас необходимо содействие? Безусловно,
это допуск в помещение сотрудников, которые обеспечивают это подключение, это участие в приемочных испытаниях. Мы обязательно включим представителя от образовательной организации в комиссию для того, чтобы вы воочию подтвердили, да, что доступ в сеть интернет у вас организован, что скорость соответствующая, и вы будете участвовать в подписании актов. Это тоже обязательное условие, поскольку я думаю, что министерство не возьмет на себя ответственность за каждую школу подписаться самостоятельно, скорее всего, будут на вас возлагать такую вот ответственность. Ну и что очень важно, да, что те школы, которые будут подключаться по программе «Информационная инфраструктура» в течение 3 лет, они не будут самостоятельно тратить деньги на ежемесячные платежи операторов связи. То есть для них все эти услуги будут ежемесячно проплачивать по контракту Минцифры федеральная. А с 2022 года предполагается, что все субъекты будут переведены полностью на федеральное финансирование и не будут больше тратить средства на оплату доступа к сети интернет, это будут делать также в рамках федеральных контрактов. Либо это будет субсидия доводиться на регион единая, либо это будет делать за нас, опять же, Минцифры или Минобраз российский, мы пока точно не знаем, но, по крайней мере, информацию нам такую уже дают. Поэтому, коллеги, у меня все. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Вопрос. Все-таки с какого момента у образовательной организации появится 100 мегабит в городе? Вот как этот момент описать и найти? У организации образовательной, которая уже подключена? Ну, или новая? Это без разницы, подключенная, либо подключаемая, либо новая. Новая подключится уже со скоростью 100 Ну, мегабит. хорошо. Конечно, в этом году все со 100 мегабит. Ага. Те, кто уже подключен сам и платит сам, он должен сам довести эту скорость до 100 мегабит. Сам, Сам, И конечно. только с 2022 года оплата будет централизована федерально. Да, я думаю, что сейчас скорость школы на достаточно большой скорости подключена. Нет, нормально. Нормально, на 2 мегабита. Ну, у вас еще наверняка несколько подключений, я так подозреваю. Ну, нет, сельские понятно, сельские мы и все включили практически в наш план действий, да, потому что у вас там просто технической возможности сейчас нет. Когда она появится, тогда понятно, это будет оптика. Сельские 50 мегабит, а городские 100, и те, кто уже подключен, могут довести эту скорость самостоятельно до 100, да, если у вас Ростелеком, то мы можем содействовать вам в минимизации этого платежа, да, либо за те же самые деньги, чтобы у вас просто была увеличена скорость. У нас есть такая практика, и я думаю, что мы совместно с Минобразом сможем это добиться. Не сложно. Правильно я поняла, что тогда школам, которые не вошли в проект, нужно будет через Министерство образования решать этот вопрос с Ростелеком по доведению до такой скорости? Смотрите, сейчас, во-первых, у нас есть небольшая коллизия, что у нас некоторые школы вообще не попали. Они либо не попали, либо попали с ошибками, с какими-то неправильными данными. Да? Мы план график подключения школ можем еще корректировать. То есть если сейчас выясняется, что у вас школа подключена, например, по меди, да, по медной линии, у нее там низкая скорость достаточно, мы можем с вами включить эту школу сейчас в этот список, потому что госконтракт вправе менять Министерство цифрового развития в пределах 10%. Да? Мы можем, например, туда точки добавить и вас туда подключить. Если же у вас уже оптика и все хорошо, например, у вас там 20 мегабит, да, то тогда, да, обращайтесь, я думаю, в министерство. Министерство вместе с нами идет в Ростелеком. И мы с ними пытаемся договариваться на то, чтобы у вас была увеличена скорость, например, без увеличения ежемесячного платежа, да, либо с каким-то минимальным увеличением. Ну, предлагаю работу организовать просто централизованно как-то, да, все вместе. Так было бы нам всем удобно. Спасибо. Спасибо, коллеги. Так, коллеги, следующее выступление у нас это школа номер 40 города Воркуты, но вот Радик Хамитович Туринбеков оказался тоже в рядах делегации, которая уехала у нас на конференцию в Томск, но я предлагаю его видеообращение.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости республики. Для нас высокая честь представить сегодня образовательную организацию. Прошу прощения за дистанционное выступление. Резко изменились планы. 2 октября мы в составе делегации от республики вылетели в Томск на конференцию «Управление на основе создания цифровой образовательной среды». Полученным опытом мы, конечно же, поделимся, но позже. Как создать цифровую образовательную среду в образовательных организациях? На примере опыта средней общеобразовательной школы номер 40 с углубленным изучением отдельных предметов города Воркуты. Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на формирование у школьников навыков в цифровом мире, обучение обработке и анализу данных, элементов программирования и, самое главное, умение создать цифровые проекты для своей будущей профессии в технике, медицине, искусстве, в общем, в любой сфере деятельности. В нашем муниципальном проекте цифровой образовательной среды реализуется 3 направления. Первое направление – это использование образовательных платформ в повышении качества образования. Второе – повышение компетентности педагогов в области электронного обучения. И третье направление – организация деятельности опорных цифровых школ. В Республике Коми внедряется целевая модель цифровой среды. Создана образовательная платформа образования Республики Коми. Педагогическое сообщество Воркуты и учащиеся уже сформировали модель используемых образовательных платформ. Это федеральные платформы, которые все мы уже знаем и используем не первый год. Это учи.ру, интеллектуальная школа, Оксфорд, Решу ОГЭ и ЕГЭ, Я-класс, ну и, конечно же, российская электронная школа. Ресурсы, которые позволяют организовать непрерывный образовательный процесс в течение учебного года, в том числе и в активные и карантинные дни. Уже в 2019-2020 учебном году модель цифровой образовательной среды будет создана в средней школе номер 23 и в школе номер 40 города Воркуты. Школы оснащены современным цифровым оборудованием, обеспечена скорость интернета 100 мегабит в секунду. Задача для администрации школ и методической службы города обеспечить эффективное внедрение модели цифровой образовательной среды в образовательном процессе. Всем общеобразовательным учреждениям города в данном учебном году, то есть в нынешнем, в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» необходимо обеспечить повышение квалификации педагогических кадров в области современных технологий электронного обучения, подключение к высокоскоростному интернету 100 мегабит в секунду для городских и 50 мегабит в секунду для сельских школ. Проект «Цифровая образовательная среда» позволит обеспечить обновление содержания образования и даст возможность нашим школьникам свободно и в то же время безопасно ориентироваться в цифровом пространстве. Подготовка ребенка к будущей жизни начинается еще в школе. Перед ней стоит главная задача – повышение качества образования за счет модернизации образовательного процесса. И этим целям как нельзя лучше отвечает внедрение электронно-цифровой среды в школе. Это позволит создать образовательный процесс непрерывным, наиболее эффективным и гарантирует достижение всех типов образовательных результатов. Проект «Цифровая образовательная среда» глобальный, сложный, носит инновационный характер. С 2012 года наша школа является региональным инновационным центром в области информатизации. Конечно же, работать в режиме внедрения инновационной деятельности сложно, но мы уже привыкли. В рамках данного форума, опираясь на личный опыт образовательной организации, мы уже готовы представить вашему вниманию ряд шаговых рекомендаций, какие ресурсы надо иметь образовательная организация, что должен иметь профессионал и какие документы оформить. Итак, шаг номер 1. Какую модель обучения выбрать? Перед тем, как начать выстраивать модель цифровой образовательной среды, образовательной организации, необходимо обратить внимание на порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Это приказ Министерства образования и науки от 23 августа 2017 года номер 816. Определите, какую модель электронного обучения будете внедрять в школе. Например,
обучать по образовательной программе полностью в электронной форме или частично использовать электронное обучение в рамках одной или нескольких образовательных программ, то есть смешанное обучение. И третье направление – применять дистанционные технологии в электронном обучении. Чтобы выбрать модель, проанализируйте потребности образовательной организации и обучающихся, в том числе потенциальных. Перед вами на слайде примеры целевой аудитории, для которой необходимо организовать электронное обучение. Проведите анкетирование, опросы учеников и родителей лично и на сайте образовательной организации. Выявите, есть ли дети, которые хотят учиться в вашей организации, но не могут, потому что они могут проходить по состоянию здоровья, уезжают вместе с родителями на длительные периоды. Если есть такие дети, то разработайте для них модель удаленного обучения с дистанционными технологиями. Если долговолеющих и длительно отсутствующих учеников в школе нет, то можно преподавать программу частично в форме электронного обучения. Например, на отдельных занятиях обучающиеся могут смотреть и изучать материалы по предмету из базы данных школы, видеоуроки или примеры практических занятий, а потом обсуждать их с учителем. Шаг номер 2. Какие ресурсы сформировать? Чтобы организовать электронное обучение, сформируйте в образовательной организации 3 блока ресурсов. Базы данных с учебной информацией, программные и технические средства и информационно-телекоммуникационные сети. Блок номер 1. Базы данных. В электронном обучении могут быть использованы как готовые цифровые ресурсы, так и контент, который создали педагоги образовательной организации. В базе данных можно разместить цифровые коллекции учебных объектов с инструкциями для их поиска. Например, учебные тексты, графические иллюстрации, анимация, аудио и видеофайлы. Учебные онлайн-курсы, которые имеют инструменты и сервисы для работы и организации учебной деятельности. Важно, чтобы информацию из базы данных было удобно использовать в работе, даже детям, которые имеют небольшой опыт общения с компьютером. Для этого базу данных надо разместить на платформе, которая имеет удобный функционал. Например, выберите платформу, у которой есть инструменты для создания и публикации контента, чтобы ученик мог разработать свой собственный интерактивный или мультимедийный контент в качестве, к примеру, нарисовать схему или создать презентацию. Коммуникации и обратной связи, чтобы обеспечить связь между учителем и учениками, как в онлайн-режиме, так и в офлайн-режиме. Сотрудничество, чтобы совместно вести учебную, проектную и исследовательскую деятельность. Например, группой создать одну таблицу или составить схему или рисунок. И, конечно же, планирование учебной деятельности, фиксация и хранение результатов. Пример образовательных платформ вы также видите на слайде. Конфигурация образовательных платформ обычно бывает 2 типов. С возможностью создания нового контента и без такой возможности. Базу данных можно разместить в облачном хранилище, на хостинге или на физическом носителе сервере, который расположен в школе. Блок номер 2. Программные и технические средства. Определите, какие нужны программные и технические средства, в зависимости от модели электронного обучения. Минимальный набор технических средств включает проектор и интерактивную доску в кабинете, где обучение проходит в электронной форме. Кроме того, у педагога должен быть компьютер, который позволяет выбрать учебный материал и выводить на внешние носители. У каждого обучающегося также может быть индивидуальный компьютер или мобильное устройство, например, планшет или ноутбук. Если образовательную программу реализуете с использованием дистанционных технологий, то каждый обучающий должен иметь устройство для работы с цифровым контентом. Компьютер или планшет, наушники или динамики, микрофон. Пример оборудования для дистанционного электронного обучения. Чтобы организовать дистанционное обучение, проследите, чтобы рабочие места
учителя и ученика были оборудованы программными и техническими средствами. Пример были представлены на слайде. Внимание! При выборе программного обеспечения для дистанционного обучения учтите, что оно должно обеспечивать идентификацию личности обучающегося. Также программная оболочка должна следить за тем, соблюдает ли ребенок условия выполнения задач или нет. Это важно, чтобы провести объективную оценку результатов обучения. Опять же, ссылаемся на пункт номер 6 указанного выше порядка. Блок номер 3. Информационно-телекоммуникационные сети. Данные сети нужны, чтобы передавать информацию между разными устройствами. Организуйте сети в зависимости от потребностей и модели электронного обучения, проводные или беспроводные. Для дистанционного обучения организуйте стабильное соединение с интернетом. Совет. Используйте возможности проекта «Российская электронная школа». Информационно-образовательный портал РЭШ создали, чтобы сформировать банк интерактивных уроков по всем предметам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. На сайте размещены рабочие программы по каждому предмету с 1 по 11 класс, учебные и тематические планы, упражнения и проверочные задания. Ресурсы портала можно использовать как дополнительный материал для организации занятий в классе или чтобы перенять опыт и наработки коллег, организовать обучение для детей с ОВЗ, помочь родителям и детям, которые получают образование в семейной форме. Шаг номер 3. Какие нужны специалисты? Назначьте ответственного по электронному обучению в образовательной организации. Это может быть учитель, например, информатики или заместитель директора образовательной организации. Проверьте, чтобы педагоги, которые участвуют в электронном обучении, обладали достаточной компьютерной грамотностью. Например, мы в нашей образовательной организации провели мониторинг на Яндекс.Платформе. Яндекс.Платформа требует отдельного выступления, точнее мастер-класса. Мы готовы поделиться нашим опытом работы по данной платформе, но результаты мониторинга вы также можете увидеть на слайде. И самое главное, да, на что мы опирались, это, конечно же, на профессиональный стандарт педагога, его функции 3.1.1. И в соответствии с этим мы составили определенный алгоритм, что должен уметь учитель. Итак, знания виды электронных ресурсов и функционал и возможности применения в учебном процессе. Умение использовать компьютер и периферийное презентационное оборудование. Умение пользоваться интерфейсом одной или нескольких операционных систем, в том числе и на мобильных устройствах. Умение пользоваться офисными программами, создавать текстовые документы, таблицы, презентации, работать с графическими файлами. Умение записывать аудио и вести видеосъемку с помощью мобильных устройств, размещать файлы в электронных системах. Имели навыки поиска в интернете и базы данных средствами коммуникации в интернете, умели создавать и отправлять электронные сообщения, прикреплять файлы, общаться с помощью онлайн-чатов и видеоконференций, владели базовыми технологическими построениями веб-сайтов, умели создавать и редактировать веб-страницы с помощью стандартного пользовательского инструментария. Если нет подходящих педагогов, то направьте работников нам в школу, мы обязательно поделимся своим опытом и научим, чтобы все-таки педагоги, наши особенно в Республике Коми, полностью соответствовали требованию не только профессионального стандарта, но и федеральному государственному образовательному стандарту. Далее, коллеги, шаг номер 4. Какие документы оформить? Чтобы организовать электронное обучение, разработайте и утвердите положение по электронному обучению или использованию дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. В качестве примера предлагаю уже готовый образец, он обязательно будет приложен к моему видео. Чтобы обучать детей в электронном
в электронной форме поручите педагогу разработать образовательную программу. Учитывайте особенности, которые устанавливают санпины школы, ну и, конечно же, детского сада. А если вы работаете в тандеме, и если у вас есть преемственность между детским садом и начальным общим образованием, в течение какого же времени можно непрерывно применять технические средства обучения на уроках. Вы видите все эти требования на слайде. После использования технических средств обучения надо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока физические упражнения для профилактики общего утомления. Внимание! Не используйте на одном уроке более 2 видов электронных средств обучения. Например, можно одновременно использовать компьютер и интерактивную доску, а планшет вот на этом уроке уже использовать нельзя. Иначе дети переутомятся и снизится их способность к усвоению информации, ухудшится физическое самочувствие. Кроме того, учтите, что общее время работы с компьютером и интерактивной доской не должно превышать нормы, установленные пунктами Санпина. Учет образовательных результатов и документооборот по электронному обучению можно вести в бумажном или в электронном виде по правилам, которые утвердила ваша образовательная организация, то есть по вашим локальным актам. В любом случае соблюдайте требования законодательства и защитите персональные данные учащихся, ну и, конечно же, педагогов. Храните документы и результаты образовательной деятельности в архиве. Это тоже указано в пункте 5 порядка, утвержденного Министерством образования и науки. И в завершении, так как же подготовиться к внедрению цифрового образования? В первую очередь для ознакомления с самой концепцией мы приглашаем пройти курсы на базе нашей образовательной организации в декабре этого года в рамках проекта «Эффективная школа», который мы запланировали для школ-участников. На курсах повышения квалификации мы познакомим вас с различными онлайн-формами, предоставим возможность самим посмотреть, как воспринимается различная подача материала, выделить моменты, которые кажутся неудачными, чтобы избежать их в своей работе. Во-вторых, если в школе уже происходит внедрение цифрового образования или хотя бы идет речь об этом, стоит выяснить, какими средствами школа планирует пользоваться. Обилие различных вариантов, платформ, систем не позволяет говорить более конкретно. Но если вы знаете, какое решение будет внедрено в школе, то это дает возможность ознакомиться с ними заранее, а не подготавливать материалы в спешке. Например, у нас в образовательной организации существует определенный минимум образовательных платформ. Это Степик, Лекториум, Универсариум, Российская электронная школа, Учи.ру, Решу ОГЭ ЕГЭ, Стэнфорд, интерактивная физика и интеллектуальная школа, Я-класс, ну и онлайн-уроки финансовой грамотности, а также платформа Лектор. В-третьих, можно начать вводить элементы цифрового образования и без централизованного его внедрения. Потратьте немного времени и найдите ресурсы, предполагающие игровые обучающие программы по вашему предмету. Ученики с удовольствием пройдут викторину по любому из предметов с помощью телефона. Геймификация, использование элементов игровой механики, позволяет успешнее вовлечь детей в процесс обучения и положительно влияет на мотивацию. Таким образом, можно точно сказать, что цифровое образование проникает в школы. Цифровое образование может принести много пользы, но для этого надо понять, как оно действует вообще и будет действовать в конкретной школе. Поэтому многое будет зависеть от каждого учителя. Насколько он сумеет заинтересовать своих учеников, как он построит курс, какие даст задания. Да, изначально на учителя ляжет дополнительная нагрузка, но эти усилия могут привести к значительным результатам, облегчить его дальнейшую жизнь, избавив от монотонных, повторяющихся задач, освобождая его время, а учеников
подготовит не только к школьным предметам, но и к дальнейшей жизни. Большое спасибо за внимание. Ну и для обратной связи на слайде представлена наша контактная информация. Коллеги, в папочке «Форум 2019» раздаточный материал кто-то взял, там буквально было несколько. Для нас высокая честь представить сегодня образовательную организацию. Прошу прощения за дистанционное выступление. Резко изменились планы 2 октября. А в папочке «Форум 2019» там папочка из Туринбеков, обмен для слушателей, я еще раз напоминаю. Сейчас мы пойдем на кофе-паузу, там тоже есть компьютер, можно включить. Пароль Криро латинскими буквами, заглавной буквой, 2016. И сейчас скинем туда презентации тоже, которые прошли у нас, ну и которые будут после обеда. В час собираемся, 20 минут хватит, попить кофе, отдохнуть, мы здесь проветрим. В час тогда собираемся и продолжаем работу. Потом чуть попозже. Так, иди, Володя, я этим займусь.